вас, белорусская служба «Радио Свобода». Мы ў жывым эфіры і сёння мы ў Гомелі. Покажем вам, як у прамым эфіры збіраюць подпісы за прэтэндэнтаў у кандыдаты ў прэзідэнты. Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі прызначаныя на 9 жніўня. 15 ініцыятыўных груп ад 15 асобаў, якія выказалі жаданне удзельнічаць у гэтай прэзідэнцкай гонцы, яны па ўсёй краіне збіраюць подпісы. Сёння мы покажем, як это адбываецца ў Гомелі. Раней мы ўжо былі на такіх вот пікетах у Менску ў жывым эфіры, у Слуцку. Таксама рэпартажы про то, як это адбываецца, ёсць на нашым сайце свобода.орг. А сёння вот за аднаго з прэтэндэнтаў, дакладней, по-моему, тут толькі адна сёння прэтэндэнтка ў Гомелі, гэта Святлана Тихановская, якая зарэгістравала сваю ініцыятыўную групу ў цэнтральным выбарчым камітэце. І вот за яе традыцыйна ўжо выстройваюцца вот такія чэргі па ўсёй краіне, каб пакінуць свой подпіс. Кіраўнік ініцыятыўнай групы Святланы Тихановскай, вядомы блогер Сергей Тихановскі. Можна нават яго паказаць. Вось ён ужо тут кіруе ўсім працэсам, кажа, як трэба людзям тут выстроіцца, каб усім было зручна. І мы тут прыехалі, напэўна, за паўгадзіны да абвешчанага пачатку гэтага пікета, і вот гэтая чарга ўжо стаяла. А паводле абвестак у сацыяльных сетках сёння подпісы на гэтым месцы будуць збіраць на працягу некалькіх гадзінаў. Давай помогаем, вспомнил вопрос. Можна прайсціся, паглядзець, як гэта будзе выглядаць. Пакуль што тут яшчэ такія падрыхтоўчыя мерапрыемствы. Пэўна, найперш варта даведацца, ці збіраюць яшчэ подпісы за кагосьці з іншых кандыдатаў. Вот туды пасля мы пойдзем, там ёсць дакладна яшчэ адзін пікет, такі вельмі нешматлюдны. Добрый день. А за кого вы збираете подписи тут? Светлана Тихановская. Много уже собрали за сегодня? Одну подпись собрал, только начал. Подпис. Дякую вялікі. Так, гэты пікет за Светлану Тихановскую. А скажите, калі ласка, за кого вы подписи збираете тут? 2020-го. 2 и 0. 2, 0. Так, и роспись. Севрюковская, да? Девушка. Севрюковская. Севрюковская. Скажите, калі ласка, за кого подписи збираете? За Тихановскую Светлану Георгиевну. Так, і гэты пікет таксама за Тихановскую Светлану Георгиевну. Вы хочаце штосьці сказаць, але мы не хочам вам перашкаджаць, каб правильно вы заполнили подпись, але мы до вас подыдзем пасля. Обязательно. У меня много чего есть вам сказать. Дякую. Не будем далёка адыходзіць ад гэтай жанчыны, таму што яўна ў яе штосьці накіпела і яна хоча выказацца. Вот Сергей Тихановскі рыхтуецца з інфармацыйнымі матэрыяламі. Паводле беларускага заканадаўства наўпроставая агітацыя за кагосьці з кандыдатаў забаронена, але можна знаёміць людзей са сваімі поглядамі, можна распавядаць пра біяграфію прэтэндэнта ў кандыдаты. Так, давайте яшчэ тут падыдзем. Добрый день. А вы за кого збираете подпись? Я за честные выборы. А за кагосьці конкретного з прэтэндэнтаў? Да, есть. Светлана Тихановская. Мы поэтому здесь и пришли сюда, и сидим, и пытаемся что-то сделать для того, чтобы было что-то поменять в нашей стране, скажем так. Кто, если не мы? А чому менавіта за Святлану? Это наш кандидат. Да, это наш кандидат. Вот. Тут же Светлана идет как кандидат протеста. Вот. У нас же честный ЦИК не зарегистрировал Сергея Тихановского. Его супруга взяла на себя ответственность как бы вот этих людей повести дальше вместе с Сергеем. То есть фактически те, кто пришел голосовать за Светлану, они голосуют по большому счету за Сергея. А еще если больше расширить этот список, то за свободные выборы и за свободную страну. Краина для життя. Дякую. Вот такие сябры ініцыятыўнай групы у ініцыятыўнай групе Светланы Тихановскай. І, напэўна, ўсё ж таки амаль усе сталы, якія тут стаяць на пляцоўцы перад будынкам цырку у Гомелі. Хто не ведаў, у Гомелі ёсць цырк.
Все пікеты пакуль што тут за Святлану Ціхановскую. Вот я толькі бачу, там здалёк на лаўцы сядзіць адзін чалавек, каля якога нікога няма, але мы пасля да яго таксама падыдзем, даведаемся, за каго ён збірае подпісы. Чарга стала ўсё большая. Такую самую чаргу мы назіралі ў Менску, на Камароўцы упершыню. Напэўна, пыталі ўжо ўсіх аналітыкаў, усіх, хто памятае беларускія выбары розных гадоў, але каб стаялі людзі ў чэргі, каб падпісацца за кагосьці з прэтэндэнтаў у кандыдаты, ніхто такога не згадаў. І такія чэргі збіраюцца ў розных гарадах. Вот учора быў такі самы пікет у Магілёве, і мы ведаем, што паводле мясцовых журналістаў такога маштабнага мерапрыемства, такой маштабнай акцыі не было ў Магілёве аж з 1994 году. Пасля мы падыдзем да Сергея Ціхановскага, да кіраўніка ініцыятыўнай групы Святланы Ціхановскай, даведаемся хаця б прыблізна, колькі з подпісаў ужо ім удалося сабраць. Пакуль што вядома, што рэкардсменам па зборы подпісаў, прынамсі па абвешчаных вынікаў, бо кожны з прэтэндэнтаў самастойна пакуль што абвяшчае вынікі збору подпісаў, лідзіруе Віктор Бабарыка, былы банкір. Ён учора абвясціў, што ў яго 50 тысяч подпісаў. Вот бачыла сёння ў сацыяльных сетках таксама абвесткі, што і іншыя кандыдаты назбіралі вельмі шмат. Прадпрымальніца спадарыня Кісель сказала, што ў яе каля 30 тысяч подпісаў. Ганна Канапацкая, былая дэпутатка палаты парламентаў, таксама больш за 10 тысяч подпісаў ужо паведаміла, што сабрала. І таксама з такіх найбольш актыўных прэтэндэнтаў у кандыдаты гэта стваральнік парка высокіх тэхналогій Валер Цапкала, які актыўна таксама ездзіць з пікетамі, выступае ў розных гарадах Беларусі. Што вызначае гэтую кампанію? Гэта, канешне, сітуацыя, што яна адбываецца ў эпоху, у цэлы такі перыяд каранавіруснай эпідэміі. Паводле рэкамендацый Цэнтральнай выбарчай камісіі, усе сябры ініцыятыўнай групы, усе людзі, якія збіраюць подпісы, яны мусяць быць адмыслова абароненыя, мець вот маскі. Усе, да каго мы падыходзілі, былі ў масках, таксама мець пальчаткі. Ну, мы бачым, што людзі таксама досыць ставяцца свядома да гэтай сітуацыі. А вот мы вас чакалі. Вот добрый день. Добрый вы день. з Гомелю сама? Нет, не из самого Гомеля, а 3 километра от Гомеля, за химзаводом. А приехали, Живу в деревне. что специально? Приехала чего? Специально приехала. Так жить нельзя больше. Нельзя. Живу Что в вам не одном подобается, месте, в скажите? своем доме, в частном доме, 46 лет. Воды нет. Воды нет, дороги нет. Писали мы до 15-го года, начала улица строиться новая, молодые эти новоселы пишут, жалобы, обращаемся везде. Где до 15-го года нам еще давали отписки. После 15-го года они выслушают, миленько улыбнутся, и никакой реакции, никакой. Мы живем, колодец тот еще, я приехала в 72-м году сюда жить. И этот колодец уже был. И в том колодце, и лягушки, и все. И мы вынуждены пить эту воду. Химзавод рядом. А когда оформляешь документы, что построить примерно проект, делаешь гараж или баню, то ходим, подписываем водоканал. Там у нас по документам идет водопровод. Его никогда не было. И никто не думает. Я могу показать даже дороги, зафотографированные. У нас еще грейдируют. А много там у вас людей живет? Много. В таких умовах? В таких условиях часть улицы, ну, может, метров 200. По всей деревне есть. Вот такие у нас красивые дороги. Это после грейдирования. Вот так. И скорая приезжает к нам. Вот гипертоников много, пожилых людей. Инсульт.
Скорая застряла, покуда ждали час-вторую, люди собрались, вытаскивали. Человек уже не... Ноги отказали, все, он инвалидом стал. Мужчина молодой. Все. Дык, а що вам улади кажуть? Ви зверталися до їх, як зробити? Много, улады что кажут? То обещают в 11-й год вас внесем в план, то до 15-го они обещали, а потом они не стали. Времечко вызывали, приезжала, нас фотографировала, все делала. И даже ответа не дали после этого времечка. И как жить пенсионерам на эту пенсию с такой дорогой? У меня крайний дом. Я вообще не могу, если скорая или у меня гипертонический криз, я могу смело умирать. Скорая не всегда ко мне проедет. Дороги нет. Мало того, что 100 рублей нужно отдать на лекарства, 100 рублей на коммуналку. А дальше как мне жить? Остаются спинки куриные. Спинки. Яка пенсія у вас? Есть, и мне же есть тоже надо. А бывает же что-то экстренное купить. Мне нужно постирать где-то. Мне нужно к врачу. Скажите, чому підписалися за Світлану? Чому ви А за думаєте, що... Светлану, потому что я уже за любого, хоть с рогами. Вот можете это показывать, можете нет. Но только не за него. 26 лет. Когда мы еще 2 пенсионера были, и то муж подрабатывал, 3 года он умер. Я себя не могу уважать как человека. Вы понимаете, почему? Почему я так должна одета быть? Почему я не могу выехать отдохнуть? Почему я не могу? Я в советское время летала. У меня родственники в Казахстане. Я летала на самолете. Я могла спланировать. Я год собирала эти рубли, но я могла, потому что рубль был рубль. А сейчас то нули убрали, подушки безопасности, даже при желании. Никакой не... Нет ее, нет. Вот случись сегодня со мной что-то, я лягу на руки детей. А дети такие же по 300 рублей получают. И я еще своей пенсии хочу что-то детям. У всех есть дни рождения, у всех есть Новый год у внуков, так? Вот как жить? Кто мне объяснит? Я уже не боюсь смерти. Я вам честно говорю. Наверное, муж умер 3 года тому назад, вот будет 6-го. Наверное, ему легче. Легче. И я не боюсь, пусть придут меня, убьют, расстреляют, что хотят. Дальше так жить нельзя. И пенсионеры, а как бы не было войны, так войны начинаются и заканчиваются. Вы понимаете? А такой беспредел, как живу я, и как многие такие. А я же еще труженица, у меня еще 25 соток земли. А если бы не эта земля, я выращиваю арбузы, дыньки, я не могу себе позволить. Кто-то в интернете говорит, банан купили. Кто купил банан? И за что я куплю банан? Бесплатная медицина. Где? У меня больной желудок. Я хочу сделать УЗИ. Идите, бесплатно нет. Мы вас за деньги. За какие можно мне сегодня деньги сделать УЗИ? А когда я приду, уже никакая, скажут, вы запустили себя. А я грамотный человек, я не глупая. Я знаю, что запускать нельзя, я знаю, что смотреть. Я здоровый образ жизни всю жизнь провела. Я работала на государственном предприятии. Кто мне ответит, почему я должна так жить? Вот поэтому я пришла. За любого. Все. Стоп, таракан. Все. Спасибо и вам. Можете все не показывать, я не знаю. Много эмоций, извините. Ну все. Дякую великий. Вот такое выказывание нездарма мы, женщина хотела выказаться. Люди моцно обурені тим, що тут косять траву з таким этой косілкою, яка вельми гучна, яка любого чоловіка роздражняє, навіть коли він не моцно зайнятий. Люди думають, що... А можно до вас вернуться? Пока нет. Вроде не было. Пришел косить траву. А мы в живом эфире. Можно до вас вернуться? Что? Мы в живом эфире «Радио Свобода». В прямом эфире. В интернете показывают. Да. Можно до вас вернуться? Можно. А что вы так обураетесь? Думаете, он специально? Конечно, но не было здесь никого. Вот никого не было. Тишина была. Мы же давно уже пришли. 4 часа здесь караулили. Не было никого. Ну вот 15 минут назад пришел. Ну это что же не... Как Сергей появился, сразу начали... Вот нужно именно в это, 5 часов У рабочее нас время очень много. И надо просто как
уважать наше мнение. И, ну, также, ну, согласны, Люди да. делают замечания, он все равно не реагирует на это, продолжает свою работу. Ему дали рубль, он руководство сказал. А ви за Світлану підписуватися? Ви за Світлану підписуватися? Да, да. Чому за яє? Потому что больше я не вижу никакой кандидатуры нормальной, чтобы за Ванкидра я тоже не хочу. Нет, я только за ней. Может, вот у них что-нибудь получится. А що ви хочете, щоб отрималося? Які от проблеми треба вирішити, ви думаєте? Много проблем в Беларуси, и белорусский народ достоин лучшей жизни, но не так, как живем мы сейчас. За 26 лет ничего в стране не изменилось. Ничего. Все с каждым годом хуже и хуже. Мне был 21 год, я за это время, за 26, вот сколько выборов было, я ни разу не ходила в поддержку Лукашенко. И в результате у нас ничего не поменялось. У нас хуже, цены выше, один обман, никто нигде не хочет слушать, ни в каких структурах. А нашей работы тоже нет. Никакой работы нет. Молодежи не все работают налогами. то на Москву, то на Польшу, где можно для семьи заработать. А какие налоги? Да. Вот налоги для предпринимателей. Ладно, я уже пожилой человек, я пенсионерка. Так, ну а молодежи? Не военные прислали, мы военные. Нам прислали прямо с России. Огромное стихотворение в форме, которое вообще тут даже не слышно. Так, нам необходимо объединиться. Уважаемые сограждане, создается впечатление, что многие из вас не осознают грозящие всем нам смертельные опасности. Мы сейчас действительно находимся на краю пропасти. Это не преувеличение и не метафора. Это реальность. Но судя по очень... Дальше, далее, как это тут? А я покуль вас спитаю, а от буде 9 жнивня, і от ви побачите, що все одно Олександр Лукашенко перемагає, і що далі буде? Ну, естественно, это только все, как сказать, он эти выборы может и выиграет, но это все это один обман, это все неправда. Он не мог собрать столько голосов, не мог за это время. Пускай здесь поставят такие же столики и посмотрим, сколько придет людей, сколько будет подписей отдадут за нынешнего президента. Можно читать. Мир сейчас действительно находится на грани пропасти. И это не преувеличение и не метафора. Это реальность. Но судя по очень низкой активности в социальных сетях, люди либо не принимают это всерьез, либо думают, что... А ви скажіть своїми словами, от у вас які будет проблеми? бороться и воевать, либо вообще ничего не зная. Хотелось бы вам пояснить одну очень важную вещь. Идет война. Война на уничтожение всех нас. И то, что не рвутся бомбы и снаряды, не свистят пули и рушатся дома, не значит, что сейчас мирное время и мы в безопасности. Оружие врага, вакцинация, чипизация, цифровизация и искусственный Дякую интеллект. велике. Дякую велике. А ви самі скажіть Это с своїм... Москвы. Зрозуміло, зрозуміли. Значит, я участник, сами откуда? я сам из Гомеля, 94 год, участие принимал в выборах. За кого голосували? Значит, в выборах 94 года я голосовал на человека, который протестант был, непонятно никому, который обещал то, что невозможно выполнить. В итоге превратил выборы или это голосование, и превратилось оно не за главу, а за главаря государства. Я скажу одно, что бездуховность сейчас заполнила все и кровью примешана. В дальнейшем пошла с 94 года. Кумуляционные яды разъедает с 94 года общество республики. Первое. Все исполняется Мы не популизм. можем так долго на вас спиняться. А вы скажите, а вы пришли поставить подпись, или вы просто поразмовлять с людьми? Я коротко еще могу сказать. Значит, такие важные моменты. 94 год. Обман. Вместо интеллекта паранойя, страх, фобия и ужас. Дальше демагогия и примитивный популизм. Военный переворот 1996 года был проведен в стране. Дальше пошло тотальное
уничтожение любого возражения произволу, уничтожение структур государства, отсутствие всех видов власти, включая печати, критики любой против существующих главарей государства, садистское отношение к жертвам этого произвола, машина подавления и уничтожения разума. Поэтому Скажіть, будь все... ласка, а ви таку от мрачну картину намалювали? Я намалював таку картину, тому... А можна щось змінити у тим, що ви... Що зміниться у тим, що ви розказали? Головне, то, що потрібно було в 1996 році убрати того, хто прогулював, не ходив ні на вводне засідання 13-го созыва Верховного Совета. А потім той Верховний Совет розогнав, а далі вже не було ніяких виборів, а була тільки імітація. Вибори стали як голосування за главаря государства, і люди робили держави, робили підписи, малювали щось, і хто був лично преданий этому главару, то той многого добився. А других, мене як на роботу брали, які гонення зробили на мене і сім'ю. 15 років мене тільки знищали, давили, подавляли і все. І ні одно письмо, яке я відправляв до главаря государства, не дошло. І що наробили в строительстві, побрали гроші, з мене взяли гроші за коммерческое жилье, а усилили в соціальне. І проходимці правлять кругом. Суди нічого не роблять, тільки давлять того, хто подав заяви. Я подав 8 заяв. І на 18 лиц, які при власті. І нічого не зробили наші суди обласні. А суддя прямо казав, коли я зроблю вашу пользу, то мене тут не буде. Органы не судебные, а карательные. Карательные органы. Мы Верховный 15 Совет. лет медики не можем работать. Работали за границей. Работали в военной академии медицинская. Медицинского Мы университета работали в уволили. России. В университете уволили. Жить нигде невозможно. Гонят неизвестно куда. Я прооперирована дважды сердцем. Оперированная За свои гроши. За свои деньги, за межой. О, что делается Медицину в этой развалили стране. окончательно. Медицины нет. Я сама медик. Ужас. Ніякої... Дякую, великі обурені Отрута кругом. люди, Кумулятивний обурені яд. у відчаї, які приходять Отрава. сюди покинути свій підпис за претендентів у кандидати у президенти. Вот тут вот на гэтым месцы збіраюць подпісы за Святлану Тихановскую. Вот такая чарга. Нагадаю, калі хтосьці толькі далучыўся до нашага стрыму, гэта горад Гомель, цэнтр, будынак каля цырку. І вот як і ў розных іншых гарадах Беларусі стаяць чэргі, каб паставіць подпіс за Святлану Тихановскую. Тут таксама ёсць кіраўнік ініцыятыўнай групы яе Сергей Тихановскі, папулярны блогер, аўтар канала «Краіна для жыцця». Як толькі мы яго пабачым, адразу падыдзем да яго. Калі ласка, калі у вас ёсць да яго пытанні, пакідайце у каментарах. Сімвалем таким пратэста і выказвання свайго абурэння у Тихановскага з'яўляецца вот тапак. І вот гэты тапак, мы розныя тапкі бачылі. Ваш самый незвычайны. Выглядае, што вы самі яго зрабілі. Да. А кто постараўся? Это девочки все бывшие, которые работали на фабрике, нас уже не работает в маленьком городе. Вот собрались они и сшили за час, и сюда приехали, и хотят Газеты. Это сплетено из газеты, из трубочек. А что за история с вашей фабрикой? Она счастливая, ці она не счастливая? Стоит оборудование, там все стоит. Была хорошая фабрика, вообще все работы. провели, и все. Державная была фабрика? Да, Что держали. робили на ёй? Из хлопка, нитки. А потом и была ткацкая тоже, разрушили все, и ткали, все, потом под речицу отдали. Короче, все развалилось у нас. У нас работы нету вообще нигде, ветки. Город такой есть. Вы из ветки приехали. С самой ветки сюда приехали специально покинуть под. Да, он к нам в феврале не доехал, его, как говорится, вертуха и завертухали. Да, вот. И
А мы его ждали, все ждали. Ну вот не дождались, решили сами к нему прийти. Приехать, прийти, кто на чем. Тапок подарить, которые сами сделали. И свою солидарность с белорусами, как бы. Хотим, Да, чтобы хотим что-то поменялось. А яких перемен хочете? Ну, для Я начала. вот во всех пытаюсь, все разные, кажется. Для начала хотя бы честные выборы. Вообще честные. Вот. Да, чтобы твой голос посчитали так, как ты вот хочешь именно вот за кого ты хочешь проголосовать, чтобы твой голос учитывался, а не так, что ты отдал этот голос, но его никто не посчитал. А посчитали так, как захотели. Хочется честно. Не важно, как голосуют, важно, как считают. Мы не хотим так, чтобы считали. Мы хотим, чтобы честно. Только попередние выборы, вы думаете, какие они были? Парламентские вы имеете в виду? Президентские так само. То Шмат же самое. Никто не верит в то, что именно за него столько было. Никто. Лично я говорю за себя. Я не верю. Я за него не голосовала. Но откуда тогда столько много процентов? Так а что теперь поменяется, вы думаете? Ну, будем надеяться, что все-таки... Что будете робить? Вот 9 жнивня будут такие... выходить, потому что другого выхода нет. А коли вот фальсификуют выборы, так? Вы готовы супротстоять? Конечно, На площадь и все остальное. Вы готовы? А как нам дальше жить? Да. Добре, а вас вообще не здивляє то, що от, все ж таки протестные настрои існують в громадстве, это нормальное дело. А чему не под национальными символами нашими? Так? А вот здесь так расплываются здесь вот тем самым, у пустечи российской, я бы так сказал, у просторы российской. Так? А чему не под национальной? Коли супротив, то он повинен быть национальный, белорусский. Вот хотел бы... Ну давайте, як ви до білоруської мови ставитеся? Розмовляєте по-білоруськи? Крышечку, да. Як називається у народі тросяночка. По-другому не. Вельми довго розмовляли на русской мове. Если как бы кто-то рядом, близлежащие люди розмовляли на белорусской, то, конечно, з мужчинами розмовляти. Бачите, як Это добре? что-то похоже на 1994 год. Везде общаются на русском языке. Конечно, мы больше привыкли к русскому. Если, конечно, все поменяется, там более предпочтение отдавать белорусскому, конечно, будут все разговаривать, стараться и детей своих приучать. У меня ребенок, например, вообще белорусский не понимает. Ну, вообще, тяжело дается выучить хотя бы стишок. На белорусском языке стишок, он его не понимает. Мне приходится переводить его на русский, чтобы он хоть немножечко понял, о чем идет речь. Так може до наставників треба звернутися? Що ж вони так кепсько вчать, що дитя стільки років вчиться у школі і не ведає білоруську? Что белорусский язык надо побольше часов отдавать в школе. Желательно, потому что это родной язык. Мы же все-таки белорусы, мы же не русские. Мы белорусы, да, разговариваем на русском, потому что 26 лет разговариваем на белорусском. Ой, на русском. Перепутала. А хотелось бы, конечно, чтобы дети знали родной язык, потому что мы белорусы. Мирные люди. Дякую велике. Вас не здивляє, що щось похоже на... Ось такі розмови у групі людей, які приїхали з Ветки. Ой, там щось відбувається. Там, напевно, Сергій розмовляє з людьми. Звичайно, коли він тільки спиняється, вот так вот люди. Можемо трошки послухати, що відбувається. Конечно. Если мы уже раньше говорили неоднократно, что если Лукашенко будет участвовать, а Ермошина будет считать, то на такие выборы мы звать не будем на участке людей никогда. вот так вот. Ну, конечно, а как там можно выиграть вообще? Это же, мы за честные выборы. Все правильно. Так, а як будете добиваться этих честных выборов? Протест. Будем смотреть. Вот люди говорят протест. Только протест. Мирный протест. Масса народа выйдет и в селке. Все, он уйдет. 100 тысяч, 200 тысяч выйдет. Это будет Майдан, он уйдет. Каждый имеет право голоса. Если я против, и 20 человек, 30, 100, 500 против, значит, он должен уйти. 100 тысяч, значит, он должен уйти. Так это мало, если по Гомелю смотреть, это ж мало еще, честно Ничего говоря. страшного. Но выйдет во всех городах. В каждом городе выйдут люди. Дай Бог. И все, уходи. А выйдут, не испугаются. А почему нет? Кого бояться уже? Куда хуже? Куда уже? Многие не знают. Да знают все. Они знают все, я сам разговаривал сегодня. Так подключайте людей. Стараюсь, конечно. Подключайте своих
родных, друзей. Собака подпись можно поставить? Я собаку, напевно, нельзя подпись поставить. Я бы хотел, чтобы все-таки мы не толпились, а держали дистанцию. Давайте, может быть, в сторону отойдем, чтобы не мешать собирать. Люди збираються вокруг Сергія Тихановського, задають йому різні питання. У кожним з городов, бачимо, своя аудиторія. Люди приезжают не только с разных районов Гомеля. Вот мы уже зустріли тут і женщину, яка з Вёски приїхала спеціально, щоб підпис свій покинути. І з Ветки людей. Вот у Сергея Тихановского окружили журналисты. Вот университет будет. Давайте отойдем, чтобы все-таки дистанцию держать. Куда не пройдем. Вот тут чую, як молодий чоловік розповідає, що вельми шмат людей прийшло. Ну, складно сказати, некілька сотень чоловік, напевно, тут є. Така традиційна. Ой, а може бути, ви хочете з нами порозмовляти? Мы уже дали. А ви нам не давали. А мы не всем даем. Добре. Добрий день, а можна до вас звернутися? Да. Ми в живому ефірі Радіо Свобода, ви так незвичайно виглядаєте. Прийшли поставити підпис. Да, За кого і чому? За Тихановскую. Чому за її? Во всіх питаюся, чому за її. Потому что это, наверное, тот кандидат, который наберет большой отклик у людей. Ну и мы хотим перемен. Все. А яких перемен? К лучшему. От старого к лучшему. А от інші є претенденти, от з таким великим досвідом, там є банкір, Бабарика такі. Это люди, которые уже были. Валер Цапкало так само, чоловік, цілий парк високих технологій. Почему-то вот за Тихановскую. А что вы будете просить, вот уявите, что она стала президентом, что вы будете просить, чтобы она поменяла? Новые выборы. Свободные, демократичные выборы. Все. Дякую велике. Ось люди стоять у чарху, щоб покинути свій підпис. От, може бути, це... А можна до вас звернутися у живому ефірі? Стоїте за переменами. Да, це самий розповсюджений отказ, який ми тут чуємо. В ИВС сидим за перемены, стоим за Сидели уже в перемены. ИВС? Конечно, а А как за же? что? За митинг 3 мая мы тут на нулевом километре собирались. За что? Какой митинг? Да. 5 человек собралось, что он сказал? Выступил всего 15 суток. А что казали? Может, что кепское казали? Не, кепское не казали. Казали, что не працуют профсоюзы у нас. Все. Ну и сказали, что не надо сидеть на диванах, присоединяйтесь. Все. Очень так сформулировали грамотно. Опасность очень. Как-то там так сказали. Ну, сильно ярую позицию занимал и представлял опасность. А на працу у вас як після этого? Ну, нормально. Я не работаю. Чому не працюєте? Праці нема? Ну, да, в совхозе Работы-то работал. Работал в совхозе тоже так. Ну, говорил, так уволили из совхоза. И, ну, временно там, так, подзарабатываю. Ну, без хлеба не сидим, но официально нигде не работаю. А розкажіть, як у Гомелі з працею? Ми з Менську приїхали. Ну, там так більш-менш, у кого є праця, у кого нема. А тут як? Я не знаю, честно. Ну, я думаю, как везде по Беларуси. Нужны перемены, уже 26 лет, куда дальше? Сколько можно? Правда. Яка у вас праця є? Да. А ви не боїтеся, що ви вот тут стоїте? Я в свое свободное время вышел. И меня за что меня уволят?
Ну, я так понимаю. За что? Вот я вышел сюда с людьми постоять, поговорить. И меня за это уволят разве? Я не знаю. А за Лукашенко подписываются люди? Не знаю, я точно не. Он там стоит, там он один этот самый стоит и все. Это за Лукашенко, так? Нет, Он там дальше стоит, там никого нет. А ведаете людей, які за Лукашенко хочуть підписатися? С моих друзей никого. Моих тоже, с моего окружения тоже Вот никого. я очень много кого знаю, за Лукашенко вообще никого нет. А за него, по-моему, никогда не было. С 94-го года и не было никогда. А що не подобається тепер людям? Людям что не подобается? А что, хорошо жить? Цены растут, с работы нету, предприятия все остановлены. Не знаю, кому-то может нравится. Может, кто-то и молится там на него. Кто-то, может быть, и говорит, что Это да, нормально, хороший ему президент. Ну, например, нам, что мы здесь стоим? За перемены. За перемены. Да. Мы за перемены. Пусть он будет 100 лет. Пусть сыновья его будут. 100 лет кто угодно. Он будет. Но сделай так, что $500 зарплату, как он обещал. Чтобы всем работу дать, чтобы никто не уезжал, чтобы семьи не рушились. Ну, как бы так. Никто даже против бы его такой очереди бы не был. А если он говорит по телевизору одно, но на самом деле другое, то о чем можно говорить? Какой это президент? Никогда не показали. Почему По государственному. здесь нет? Почему не показывают Да, по государственному? Вот эту массу народа, почему не показывают? Уже пятый или какой день люди приходят, отдают свои голоса. Почему? Просто обычное телевидение, которое вливает уши пенсионерам, там этим. Почему не покажут, что есть проблема в государстве? Есть. И люди приходят выражать свое несогласие с этой позиции государства. Почему наши пенсионеры живут как нищие? Почему за 300 рублей пенсионеры, которые по 40 лет отработали, почему они живут на нищенскую пенсию? Почему у этих коттеджей за миллионы долларов? Машины. Почему у власти придержащих? Почему у них? А чем хуже пенсионер, который работал всю жизнь на них, почему на государство? Почему он должен жить как нищий? Вопрос Лукашенко. Почему? Почему моя мать 40 лет отработала на предприятии, в торговле? Она получает 300 рублей пенсии. Почему? Почему эти Ермошины и плюс Свита это в Дроздах живут в миллионных коттеджах? Почему? Вопрос. Откуда у них деньги? За что они живут? За счет народа. Обирают народ, загнали его ниже плинтуса уже. Реально. Так зачем такая власть нам? Бесплатная медицина. Моя мать ходит в больницу. Какая медицина? За каждую услугу заплати деньги. Какая медицина бесплатная? Что у нас еще бесплатно? Ничего. Образование то же самое. Коммуналка то же самое. Да какая это жизнь? Дякую великі. А як там в ВВС, як умови були? Умовы? Ну, умовы, плохие умовы. Ну, другие вот говорят, там, ну, постельное плохое, ну, постельное новое дали, да, просто не дали новенькие, говорить не буду. Ну, матрас, конечно, никакой, сбитый, подушка тоже маленькая, наволочка, ну, старенькая, ну, чистенькая, 2 раза в неделю душ, ну, питание отвратительное, ну, хотя надо за 15 суток вот 189 рублей отдать. Ого, 189 рублей? Да. Ну... А вы так само сидевши? Нет. Ну и что? Ну, на прогулку выводят, ну, там, служащий этот персонал, милиционеры, ну, в ИВС, там, ну, адекватные, нормальные люди, ну, как бы таких, там, гнобений нету, ну, никто никого не обижает, все нормально. Ну, только что все вот, кто что мы тут собирались, да, на нулевом, всех, кого задержали, ну, я 7-го, меня утром 7-го забрали, я 7-го уже не попал, меня забрали за 3-е, уже в 8 утра уже забрали. Под домом с 4 часов утра стояла засада, 3 ОМОНовца
Вышел к машине, наперед заехали, все, Алексей Александрович, Руда, все. А як яны даведаліся, што гэта вы? Ну, там у меня в решении суда, в протоколе все написано, как бы через компьютерную такую программу, ну, сетка распознания лица. Ну, и я когда выступал там, ну, снимали же мы, и это видео есть там, Варта, на Варте, Гомель против. Ну, я там говорю, а что вы, говорю, ну, люди, выходите, да, я говорю, ну, что вы боитесь, подписываетесь там, Человек-паук, да то все. Я говорю, не боюсь, я подписался, Алексей Соломашенко, ну, там не надо было ничего вычислять. Я сам сказал, все. Приехали. Не шкадуете, что отсидели? А? Не шкадуете, что отсидели? Нет, нет. Ну, если шкодовать, ну, тогда не надо и приходить. Ну, отсидел, ну, что тут такого страшного? Ну, все нормально, отсидели, все путем. Добре, дякую великі. Сидел. З Тихановським разом сиділи? Камеры, ну, напротив, да. Ясно. Вось спадар нам распавядаў пра тое, як ён адбываў 15 сутак сапраўды прыхільнікаў Сергея Тихановскага, людзей, якія прыходзяць на сустрэчы з ім, размаўляюць, удзельнічаюць у ягоных стрымах, пачалі затрымліваць. І гэтыя затрыманні адбыліся па ўсёй краіне, у некалькіх гарадах, ну дакладна ведаем Магілёў, Ліда, вот Гомель. І людзей вот вылічаюць па гэтых відэа, прыходзяць, даюць суткі. І таксама Сергей Тихановскі адседзеў 15 сутак. Прычым у такі вельмі гарачы для яго час, якраз тады, калі трэба было яму падаваць спіс ініцыятыўнай групы ў Цэнтральную выбарчую камісію, таму што спачатку менавіта ён хацеў удзельнічаць у гэтых прэзідэнцкіх выбарах. Аднак Цэнтральная выбарчая камісія не зарэгістравала ягоную ініцыятыўную групу, і тады нечакана для самога нават Сергея Тихановскага ягоная жонка Святлана падала спіс сваёй ініцыятыўнай групы, і яе зарэгістравалі. Яна цяпер афіцыйна прэтэндэнтка ў кандыдаты ў прэзідэнты. Паводле заканадаўства вот з 21 траўня гэтыя прэтэндэнты збіраюць подпісы у падтрымку свайго вылучэння. Такіх подпісаў трэба сабраць не менш як 100 000. Мы яшчэ абавязкова падыдзем да Сергея Тихановскага, даведаемся, колькі подпісаў ужо яны сабралі. Напэўна, яны дакладныя лічбы не ведаюць. Бачыце, як гэта адбываецца, ну, так вельмі энергічна, і ўсё адразу можа быць падлічыць і цяжка, але такое пытанне мы, канешне, задамо. Ну і гэтыя подпісы яны мусяць быць вельмі акуратна, правільна аформленыя, бо паводле тых паседжанняў Цэнтральнай выбарчай камісіі, якія адбываліся онлайн, бачым, што вельмі так пільна ставяцца яе сябры да іншых часам кандыдатаў, правяраюць усе звесткі, і калі штосьці будзе не так, то групу кандыдата ў прэзідэнты могуць і не зарэгістраваць. Ну вот мы вам зараз паказваем, наколькі вялікая чарга стаіць, каб паставіць подпісы за Святлану Тихановскую. Вот сказалі, што тут ёсць яшчэ адзін нейкі пікет, і нібыта нават за Александра Лукашенко. Калі мы яго пабачым, то таксама да яго падыдзем. Што цешыць, што людзі збольшага ў масках і ну, так свядома ставяцца да гэтай сітуацыі з эпідэміяй каранавіруса ў Беларусі. Паводле нават рэкамендацый Цэнтральнай выбарчай камісіі сябры ініцыятыўных груп таксама мусяць быць у масках, мусяць быць у пальчатках, і гэтых рэкамендацый трэба прытрымлівацца. Мы адмыслова на Радыё Свабода апытвалі сябраў ініцыятыўных камісій, пыталіся, ну, самі глядзелі, як пікеты адбываюцца. Збольшага, канешне, ўсё у парадку з гэтым. А вот дзяўчына так прыемна нам памахала. Можа быць, можна да вас звярнуцца. Можна да вас звярнуцца ў жывым эфіры Радыё Свабода. Вы так прыветліва нам памахалі, што нам захацелася з вами. Ну, как бы, я говорить не мастак. Але сталі ў чаргу з нейкай мэтай, конечно. Ну да, пришла отдать подпись за человека, чтобы он мог баллотироваться. А чему выбрали, кого выбрали? Ну, потому что я как бы смотрю вот канал человека,
И, как бы, не знаю, заинтересовал меня. То есть пусть хотя бы пытается тоже участвовать, чтобы хотя бы был какой-то шанс. А это ваши первые выборы будут? Нет, не первые. І як ви думаєте, у кого найбільші шанси вот у сьогодні, у 2020 році? Ой, я не знаю, знаете. Інші кандидати вам подобаються? Інші, как сказать, да, нет, как бы, я не знаю пока. Дякую великі. А можна до вас звернутися? Ви вже обмірковували тут інших кандидатів, обмірковували Віктора Бабарику, я так чула краєм вуха. Потому что я не считаю, что он достоин. Он банкир, этим все сказано. А вот этот человек уже 50 тысяч подписів, каже, собрал. Люди його підтримують, така велика ініціативна група у його. Может быть, я ошибаюсь, мы же все иногда ошибаемся. Но кроме Тихановских я не вижу никого. Во-первых, мы же президента еще не избираем. Мы только хотим убрать, который 26 лет сидит, все. И увидеть молодое лицо, увидеть новую Беларусь. Все, больше ничего. А когда будут свободные выборы, выберем кого угодно. Может, тот же Бабарыка, если он нам понравится. А пока выбора нет. Мы только поэтому здесь. А як ви думаєте, вот Сергій Тихановський і Світлана Тихановська зможуть оборонити ваші голоси? Они не оборонят наши голосы, это точно. Но, может быть, люди увидят, сколько людей хотят жить в Новой Белоруссии. Может быть, как-то это все повлияет на то, чтобы власть все-таки ушла старая. Лукашенко же говорил, когда на пост садился, я же старая уже, я это помню. Он сказал дорогу молодым. А когда закончится последний, ему 71 год будет. Что он может нового придумать и сделать? Голосовали коли-нибудь за Лукашенко? Никогда, ни единого раза. Просто муж работал там, он знал, кто, что. За Шушкевича голосовала в свое время, и все, а потом смысла не было. Нету смысла у нас голосовать вообще. Вельмі часто і цяпер люди кажуть, што навошта вы гэта робіце, калі ўсё адно 9 жніўня будуць прадказальныя вынікі. Посмотрим, давайте доживем до 9-го. Я не думаю, что люди согласятся с прежней жизнью. Все-таки хочется лучшего. Молодым это уже ладно. А молодым, внукам, детям. Куда не пойдешь, везде плати, и себе остается 3 копейки. А как квартиру построить? И холодильника не могут себе купить. Молодая семья не может себе купить холодильник, собрать денег. О чем речь? Дякую великі. Вот з розними проблемами стоять, покинуть свой подпись. А можна до вас звернутися? Что хотите спросить? Мы в живом эфире, по перше, Радио Свобода. Вас показывают по интернету, по наших каналах. Это окей, так? Вы стоите покинуть подпись за Світлану Тихановскую. Вот все, у кого мы пытаемся, у всех разные проблемы, але все кажут, что хочешь одного перемен и свободных выборов. Вы верите, что в этом году сможете за этого досягнуть? Я верю. Если народ объединится, то, возможно, что-то и получится. Просто у нас такая ситуация. В общем, у нас такой народ немножко несмышленый. И в общем, нет у нас такой вот единства, так сказать. То есть каждый держится за свое место. И все остальное, я считаю, что мы должны объединиться и просто высказать то, что нам не нравится. То есть и, соответственно, как-то посодействовать тому, чтобы как-то мы добились перемен. А об'єднатися як? Вот, не знаю, в интернете, теж яким чином? Как сказать? В интернете, в принципе, есть какие-то такие вот объединения в интернете, но они толку никакого не несут, в принципе. Я считаю, что если не будет достаточно того, что, допустим, если кто-то на площадь выйдет, просто после окончания выборов нужно всем дружненько не выйти на работу, тогда система рухнет. А ви ведаєте, що за таку майку, яку ви носите годів 10 тому, можна було просто за таку майку трапити в міліцію? Ведаю. Сейчас времена немножко другие, и это не запрещено. Дякую великі у молодого чоловіка. А може ви з нами поговорите? Давайте поговорим.
Почему нет? Скажите, коли ласка, от питалися у молодих людей, ви з Гомеля самі? Да. Як у Гомелі тут увогуле люди живуть? Як з працею? Скільки люди заробляють? Для меня працы нет, и для моих детей работы в городе в Гомеле нет. Я без работы нахожусь 45 лет. У меня стаж 35 лет. Меня просто убрали с работы по окончанию контракта. И больше я работу в городе найти не смогла. У меня младшему ребенку было 9 лет. Я вынуждена была съехать с территории республики и зарабатывать деньги на ребенка где-то там. В Польше, в России, в Риге, по всему миру. А чому так отрималося? Праці не було? Чи це супротив вас особисто? Ну, понимаете, у меня был стаж 21 год на одном месте. И когда я пришла в одну организацию ЖБИ по специальности, открыли мою трудовую, мне сказали, с такими, как вы, просто так контракты не прерывают. Я говорю, так что, я 21 год отработала, на 21 на столе танцевала. У меня ни замечаний, ни выговоров. 21 год я отработала, а потом я что, на стол залезла? Как не прерывают контракт? И я говорю этой женщине, говорю, знаете, у вас сменится руководство, и вы точно так, как я, можете оказаться на улице. Она говорит, а почему я? Я говорю, руки потные, прическа не понравится. 1000 причин. Слушайте, мое детство, кино, игрушка, да, руки потные. Иди на улицу, ну. Нет работы. Я не востребована, я не нужна родине. Як ви думаєте, як це можна поміняти? Це ж, напевно, несправедливо. Должны быть рабочие места. Должны быть рабочие места. Плюс, в какую контору в Гомеле не зайди, на каждом этаже сидят однофамильцы. Это ни для кого не секрет. Ну, женский пол замуж взяли, они фамилии поменяли, а так они все однофамильцы, понимаете? Ну, куда можно устроиться на работу? Они все однофамильцы. У нас повытаскивали со всех вёсок, да? Все свои, родня, дядьки, племянники, все. А те, которые родились в Гомеле, не имеют большой родни, ну, все безработные. Не я одна такая, понимаете? Ну, я так думаю, что не я одна такая. А хто з претендентом вам ще подобається? Ну, то, что я бы хотела, он не участвует. А за кого? За кого вы хотели? Ну, я бы, может быть, за Статкевича голосовала, я бы, может быть... Ой, как это? Ну, уже ж возраст, я забыла фамилию. Статкевич и... Подсказывайте, он приезжал в Гомель, он участвовал в выборах в 2010 году. В тюрьме сидел. Санников, спасибо, вот, солидарность. Может быть, за Санникова. Сейчас я не вижу такого кандидата, потому что и Бабарыка, и Цепкало это... Они работают с властью, их все устраивает. Почему они будут идти в народ и помогать народу? Я не знаю. Ну, мое такое мнение. Может, я ошибаюсь, но... Дякую велике. Дякую за ваше міркування. Сергій Тихановський традиційно обходить людей, показує у своїм стрімі вот эту чергу, яка стоїть, каб пакінуть підписи за Святлану Тихановську. Сергій, нагадаю, не просто блогер і аўтар канала «Краіна для жыцця», а яшчэ і кіраўнік ініцыятыўнай групы па вылучэнні у кандыдаты ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь Святланы Тихановскай, сваёй жонкі. І вот гэтыя ўсе людзі ў Гомелі, у цэнтры Гомеля стаяць, каб пакінуць свае подпісы за Святлану. О, маладыя людзі, а можна да вас падысці? Мы ў прамым эфіры «Радыё Свабода». А вы стаіце, каб пакінуць подпісы, напэўна, не за дзеючага кіраўніка Беларусі. Может быть, вам штосьці падабаецца, не падабаецца? Мы поддерживаем полностью Тихановского и его жену. В принципе, пришли поддержать его. И хотелось бы перемен. Реально, что-то менять надо. Да, хочется перемен. Так, а чым ён вам падабаецца? Тихановский? Ну, подобается тем, что он против таракана. Это одно. И то, что он за перемены, за народ, да, за перемены, за народ. Понимает людей, понимает проблемы наши.
Сергей сапраўды вельмі шмат размаўляе з людзьмі. Вот калі б ён вас спытаўся, што трэба, вот Святлана стала, уявіце, прэзідэнтам. Ён у вас пытаецца, што трэба найперш памяняць у Беларусі, каб вам асабіста стала лепш, што вас не задавальняе, што б вы сказали? Сразу сложно сказать, но как бы те действующие нормы, которые сейчас происходят, ну, их реально надо менять. Они себя уже изжили, это все уже старое. Отношение к народу, чтобы было более цивилизованное отношение, как в Европе, в Америке, там, чтобы не было грубости, жестокости. Вот много грубости, жестокости на рабочих местах, государственных. Серьезно сутыкаетесь? Конечно, да, это же видно. Чтобы было более цивилизованно, чтобы рабочих мест было достатки, как бы. Вот нам цяпер у нас ідзе жывы эфір, і людзі пішуць, што на працоўных месцах, ну, на працы прыходзяць з падпіснымі лістамі і кажуць, каб падпісваліся за Александра Лукашенко, інакш. Пугают, да, пугают, наводят страх. Вот, люди ведутся вместо того, чтобы говорить, ну, отставить свои права по закону. А они как бы боятся чего-то, непонятно чего. Вы верите, что такое может быть? Конечно, есть. Есть. Знакомые, да, сами говорят, знакомые. То есть нужно отстаивать свою честь, совесть, а не как бы, ну, вот эти непонятно что, короче. Незаконные вот эти все вещи. Все. Дзякуй вялікі. Сапраўды мы атрымліваем вельмі шмат паведамленняў ад людзей, якія кажуць, што на працоўных месцах збіраюць подпісы за дзеючага кіраўніка Беларусі. Часта людзі кажуць, што пагражаюць звальненнем альбо нейкімі праблемамі на працы. Мы таксама тэлефанавалі на тыя прадпрыемствы, на якіх пасведчаннях людзей гэта адбываецца. Ну, збольшага кіраўніцтва адмаўляе, што такое можа быць. Альбо проста адмаўляецца размаўляць з журналістамі, не здымае слухаўкі, альбо не даюць каментары. Я нагадаю, што паводле дзеючага заканадаўства увогуле нельга збіраць подпісы у падтрымку кагосьці з прэтэндэнтаў у працоўны час, на працоўных месцах. І таксама збіраць гэтыя подпісы могуць толькі сябры ініцыятыўных груп. У Александра Лукашэнкі вялікая ініцыятыўная група, 11 000 чалавек. Канешне, пры пэўных намаганнях сабраць 100 000 подпісаў было б доступна, але мы таксама вот і не бачылі, каб стаялі з пікетамі сябры ініцыятыўнай групы Александра Лукашэнкі. Вот хтосьці ўсё ж такі яшчэ ёсць пікет не за Светлану Тихановскую. Зараз мы паспрабуем падысці да гэтага пікета, даведацца, хто гэта за прадстаўніка кіраўніка руху «Гавары праўду» Андрэя Дмітриева. На папярэдніх выбарах 2015 году «Гавары праўду» высоўвала таксама свайго кандыдата Вольгу Караткевіч. Сёлета захоўвалася пэўны час такая інтрыга, хто будзе высоўвацца ад «Гавары праўду». Вот вырашылі, што гэта будзе Андрэй Дмітрыеў. Ну, таксама... гэта за Валера Цапкалу. То бок, ну, не толькі за Святлану Тихановскую тут збіраюць подпісы. Прадстаўнік «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў і былы кіраўнік і стваральнік парку высокіх тэхналогій Валер Цапкала. За тое, каб пакінуць подпіс за яго вылучэнне, таксама ёсць невялікая чарга. Он же не ради власти, он ради... Добрый день. А может... буду говорить с вами. Добро. А мне сказали залезть в интернет, не полезно. Добрый день. А вы хотите поразмовлять с нами? Вы, может быть, за Валера Цапкалу собираете подписи? Я волонтер, я помогаю собирать подписи. А чему выбрали именно его? Ну, на самом деле, я с самого начала такой предвыборной кампании слежу за Цапкало. До этого я про него не знала. И когда увидела на Ютубе то, что он предлагает народу, ну, как бы мы молодежь, и то, что он предлагает, очень близко на самом деле нам. А што менавіта блізка з таго, што ён прапановаў? Я таксама глядзела ягоную прэсавую канферэнцыю, она вельмі доўгая была, там шмат прапановаў. Што вот вам, як маладому чалавеку, бліжэй? Что ни одного вопроса такого негативного не было от прессы. То есть пресса тоже очень положительно относится к нему. Ну, и это тоже очень приятно. И что меня больше всего взбудоражило, это то, что на первой пресс-конференции после каждого его ответа все хлопали.
Так что вам подобається у ягоних поглядах? Компании, то есть я считаю, что сейчас будущее за IT-технологиями. Он это все предлагает, то есть если он 10 лет руководил парком высоких технологий, и по сути все в Беларуси знают про этот парк высоких технологий, то есть мне кажется, что это не просто так, то есть он сейчас консультирует различные страны по экономическим вопросам, по IT-вопросам. То есть я не думаю, что если бы человек чего-то не знал, то его бы приглашали консультировать эти страны. А чому не за Олександра Лукашенко? На самом деле я поставила свою подпись на данный момент и за Цепкала, и за Тихановскую еще не успела. То есть за Лукашенко к нам приходили, я тоже подписывалась. То есть я не против кого-то, я за светлое будущее Беларуси. И я считаю, что если люди выберут кого-то, то это будет лучше для страны. И сейчас такая конкуренция на данных президентских выборах. Я считаю, что любая конкуренция — это очень здорово, и это для нас только лучше будет для страны. Ну, вы такий позитивний чоловік. Розкажіть нам, коли ласка, вот эта собачка хотів поставити підпис за Світлану Тихановську. Так. Ви позитивний чоловік. Розкажіть, коли ласка, що у Білорусі добре, що вам подобається? Бо всі збільшого розповідають про проблеми, що не подобається. А ви що розкажіть, що добре? На самом деле, я недавно закончила университет, Белгуд закончила. Розміркування є у вас? Еще раз? Розміркування. Ну, коли треба обов'язково після університету відпрацьовувати 2 роки. Да, я не по солевому направлению, но мне 2 года нужно отработать, но при этом я сейчас работаю в аудиторской компании, то есть я считаю, что я хорошую выбрала, и профессию, и где я сейчас отрабатываю, то есть мне очень нравится. Очень здорово, что наша компания сейчас сделала работу на удаленке, то есть я сейчас спокойно для себя работаю из дома, вот так. А ви лічите, що заслуга діючої влади, діючого керівника Білорусі, яна у чим? На самом деле, я только недавно вступила в тот возраст, в котором могу голосовать уже на выборах президента, и поэтому я сейчас только могу рассуждать про ситуацию в стране. То есть в целом я не могу не сказать ничего-то плохого про ситуацию в стране, но я знаю, что конкуренция — это всегда хорошо. Я рада, что в этом году такая большая конкуренция. И я считаю, что посредством конкуренции и будет сделан хороший выбор. Дякую великі. Зустріли нарешті чоловіка, який перший покинув свій підпис за Олександра Лукашенко. По-друге, бачить, що у Білорусі не тільки проблеми, але є і досягнення, є щось добре, і увогуле так позитивно наладкований на будущее. Дівчина вельми молодая, можливо, це її перші вибори, у яких яна буде удзельнічати. Сказала, що яна волонтерка у ініцыятыўнай групе Валера Цапкалы. Гэта адзін з прэтэндэнтаў і былы стваральнік парку высокіх тэхналогій. Бачылі, што з той нешматлікай чаргі было немало маладых людзей, якія, напэўна, лічаць сферу IT добрай для сваёй будучыні. А гэтыя ўсе людзі стаяць у чаргу, каб пакінуць свой подпіс за Святлану Тихановскую. І, напэўна, мяркуючы па натоўпе, які там ёсць, Сергей Тихановскі, кіраўнік яе ініцыятыўнай групы, муж яе і блогер, аўтар канала «Краіна для жыцця», там ізноў адказвае на пытанні. Мы ўжо таксама будзем рухацца да яго, шмат пытанняў ужо назапасілася, каб яму задаць. Там долго. Марина,
ежедневно кинотеатр «Беларусь» 17:22. Вообще в Бресте мы будем сами в воскресенье и рассчитываем, что очередь от кинотеатра «Беларусь» растянется прямо до центральной площади, что очень много желающих в Бресте оставить свой голос. Там очень много есть противников запуска аккумуляторного завода. Они обещали присоединиться к нашему пикету. И было бы неплохо, если бы, конечно, эта очередь так и растянулась через весь центр. Вот. Ну, посмотрим, насколько Брест готов. Сейчас подписи там уже собираются возле кинотеатра «Беларусь». Витебск ежедневно ТЦ «Марка Сити» с 15 до 20. Кареличи 29.05, Дом быта с 9 до 13. Гомель. Здесь мы сказали ежедневно с 17, по выходным, наверное, с 12 будет целый день. Ежедневно будут? Ежедневно с 17 вечера, да. Завтра тоже. Ну, столько людей завтра не будет, да, но они будут тоже. А также будет каждый день. Каждый день. До какого времени? До 19 июня. Замечательно. Гродно ежедневно Советская площадь 17 до 20. В Гродно у нас вообще ужасная ситуация. Нам там Ермошина только 5 человек зарегистрировала на всю область. То есть мы даже не можем во всех крупных... Да, и один ездит с нами из Гродно, то есть 4 остается, потому что у него висят сутки. И с нами ему безопаснее. Нас сейчас не трогают, приедет домой, его могут в любой момент арестовать. Вот такая ситуация. Дружный 30.05, маркет Евроопт с 15 до 20, Жодина 30.05, ТЦ Грин с 14, Минск ежедневно Комаровка у нас с 12 до 20, ТЦ Максимус с 20 до 22, ТЦ Материк с 18 до 21 и Дворец спорта на Немиге. Ну там какая-то публика, говорят, немножко не наша, возможно эта точка скоро переместится. Могилев ежедневно ТЦ Атриум пишут с 17 до 21:45, ну либо на Ленинской там 29, вот она плавает, это рядом. Мозырь ежедневно ТЦ Глобал с 12, от 30.05-31 еще рынок Испал, Данка с 10. Мосты ежедневно, гипермаркет Евроопт с 18 до 20, Новополоцк уже включился, 28.05 там ТЦ Капитал будет с 17, Орша ежедневно площадь Ленина с 17 до 20, Полоцк ежедневно сквер Дружбы народов и Фридриха Века, что такое, с 18. Поставы 28.05 площадь Ленина с 18. Речица 31.05 возле фонтана. Сергій Тихановський от розповідає, коли будуть пікети, у яких городах і кольки будуть тягнутися, де можна буде покинути підписи за Світлану Тихановську. Рудин с 30.05 возле рынка с 10 до 14, Слуцк ежедневно ТЦ Маяк с 18 до 20, Солигорск ежедневно сквер Любви и Верности возле памятника Святой Варвары 16 до 19. Список еще там продолжается. В общем, более подробную информацию смотрите обязательно в телеграм-канале «Страна для жизни». Мы там обновляем постоянно. А также на других телеграм-каналах это «Беларусь головного мозга», это «Нехта Лайт». Они начали публиковать, ребята, тоже эту информацию. Вот, на сайте Харти и телеграм-канал Баста. Да, ну, конечно, телеграм... Белсат, наверное, тоже дает эту информацию. Или нет, Лариса, дает? По пикетам нашим. Не знаешь. Радио Свобода, тоже, наверное, сайт же есть, должны публиковать. Вот. В интернете все это доступно, постоянно точки некоторые меняются, поэтому могут быть изменения. Вот следите за своевременной оперативной информацией. Сергей, уже отбылась премьера песни «Разборы Турмы Муры». Ты мне досылал попередний вариант. Ты уже озвучил эту песню? Я сподіваюся, да. по-белорусски. История этой песни вот у нас очень длинная, уже год назад. Мы попросили Ольгу Терещенко, вот она, Терещенко, по-моему. Да, Терещенко. Да, попросили ее из Гомеля, хотели записать клип, сделать. Я сейчас расскажу эту историю. Рассказывайте про песню «Разборы Турмы Муры». Да. Испанская. Она замечательно ее спела. О, троллейбусы нас поддерживают даже. Так не выходят, а в Москве выходили. Из троллейбусов? Конечно, там остановка. Водители? Нет. Вот пускай останавливаются. Терещенко спела песню. Да, я ей предложил записать клип. Хотел эту песню спеть, чтобы она спела по-белорусски. Я еще хотел исполнить сам на русском языке. И потом для усиления еще хотел детский хор. Но смотрите как. Терещенку перепугали, она учитель, да, записываться. Она испугалась. Хор наш в Гомеле, гимназия 58-я, где я учился,
Вот, знаю там и руководство, все. Сначала согласились детский хор петь, потом, когда увидели, что это пахнет политикой, ретировались, как бы, все, ни в коем случае мы не будем. Хотя какая разница, какую песню петь, и они, дети же поют вот на 9 мая по заказу диктатора вот эти песни, да, и это можно, а вот эту песню вот на белорусском языке муры нельзя почему-то, да, или... Не готовы ее выполнять зараз? Нет, дело в том, что не имел времени абсолютно. Да, не имел абсолютно времени. Недавно мы были в Минске и на студии успели только записать на белорусском языке и на русском припевы. Вот. В ближайшее время мы дозапишем ее и будем на следующей неделе снимать клип уже. Кандидат, перший кандидат в історії білоруської політики, які кліпи пише, пісні співає, розбори, турми, мури. Ну, я не знаю, первый, второй. У нас же всего один президент, не с чем сравнивать. Вот. Слухай, откуда у тебя такой досвид? У тебя такая компания вся письменная, такая вся вельми грамотная. Человек, який ні разу не приймав ні разу уділа у ні одної політичної кампанії. Откуда? Это нюх некий? У тебя есть такие некие эксперты, які тебе допомагають? Ну, экспертов никаких нет. Все, что я озвучиваю, это наш народ все придумывает. И про таракана это же в глубоком рассказала женщина. И про тапок это белорусы придумали. Давайте прихлопнем таракана. Я просто озвучиваю. Клип, видите, этот я год назад хотел записать, успеть, не было возможности. То посадят, то переведут куда-то, то еще что-то. Вот. То люди боятся, то дети, то их преподаватели боятся. Мне уже этот страх надоел. Нужно от этого страха избавляться, чтобы мы пели песни, какие хотим, понимаете? И выражали открыто свое мнение. Не должны мы этого бояться и сидеть за это в тюрьме. Вот основной месседж. Здесь никаких нету интриг, каких-то сговоров политических, еще чего-то. Это прям то, чего хотят все, это озвучиваю просто. Грубо говоря, я рупор. Все. Поэтому вот эти вопросы, что кто там придумывает, у меня спрашивают, может у вас политтехнологи какие-то? Нету никого. У нас вот 2 машины сейчас приехало, всего вся команда влазит 2 машины, и то в одной один я сидел с водителем. Поэтому не такая уже большая у нас и команда ездит по городам, но скоро она будет больше. Сергей, люди могут различивать на подтримку, коли их будут, например, штрафовать, там, на сутки садить? Можешь это еще озвучить, потому что для многих это проблема. Да, я считаю, что это нужно озвучивать на, значит, вот в независимых СМИ обязательно всем людям, кто выходит на вот эти акции в поддержку, показывает свой протест, кто получает штрафы. Вот, всем мы помогаем с активистами собрать деньги и их погасить. Но обязательно нужно обжаловать, потому что это незаконное решение. Если обжаловали, тоже весну там обратились, еще куда-то, значит, или самостоятельно по шаблону написали заявление, объяснили, что у всех типичная ситуация. Вот. Мы помогаем. Вот сегодня Владимиру Неронскому, блогер, который член нашей команды, сидит в Слуцке до сих пор, его не выпускают, новые подвешивают сутки. К его матери завтра, сказали, придут ОПИ, опечатывать уже мебель. Он не оплатил штраф еще за прошлое кормление голубей. Не за то, за что он сидит, ему первый раз штраф дали. Вот. И сегодня мы перечислили деньги им, чтобы они погасили, и вот эти приставы не тревожили пожилую мать. Вот. Всем, кто получил сутки, это вообще единицы людей на самом деле. Больше штрафы, конечно, дают. Но вот ничего страшного нет. Вот Ваня со мной сидел в Гомельском ИВС, например. Юра еще сидит, да, наш коллега. Вот он должен был организовывать час людей, а он сидит, к сожалению. Вот. Я уверен, что когда поменяется власть, а может быть и раньше, у нас в законе предусмотрено 80 евро компенсация за сутки. И все эти люди получат компенсацию, нечего бояться. Спасибо им, кстати, передаю, Сергей, говорил. Сергій, вам питання від глядачів стріму Радіо Свобода. Здогадайтеся, якое? Вот яке саме популярне питання вам можуть задати? Даже не знаю, честно говоря. Где Светлана? Где Светлана? Светлана завтра уже появится на пикетах. Вот, и в разных городах, не скажу в каком. Приходите на пикеты и сможете ее увидеть. В каком городе будет Светлана? Ну, мы точно будем завтра в Гродно. Послезавтра в Лиде и в воскресенье в Бресте. Я думаю, что вы там сможете Светлану увидеть. Скажите, будь ласка, у нашем эфире еще не гучало, сколько подписей собрали?
Я думаю, что ближе к 10 тысячам. То есть мы не считаем их вот только на тех пикетах, где мы сами непосредственно присутствуем, где я нахожусь. Я могу сказать, что в Минске около 3000, Слуцк около 1000, Баранович около 1500, Могилев чуть больше 2000. Это вот данные, которые я знаю. Остальные пикеты, они каждый день не отчитываются у нас. У нас очень маленькая команда, не так чуть успевают организовывать вот этот сбор подписей. А ось ще питання. Було вельми шмат репресій у дочиненні до тих людей, які до вас приходили. Ми навіть тут зустріли людей, які вже сутки відсиділи. Навіть насупроть чоловік сидів з вами у камері. А тепер ці репресії спинилися? І чому, коли? Нет, для членов нашей команды они не закончились, они еще сидят, эти люди. Их почему-то не выпускают, чтобы они не помогали нам собирать подписи, ездить по стране. Власть их боится. Вот Ваню выпустили, но в любой момент тоже по какому-то другому нарушению могут его забрать. Вот, да, Ваня, он молодой блогер, да, недавно стал блогером, совсем случайно. Но когда ОМОН там их забирал, он из последних сил там пальцами держал телефон. Это мне уже ВВС, ребята, которые тоже попали в ВВС, вместе с ним рассказывали. И даже там кнопочки вообще в полете еще держал, там есть, наверное, видео какое-то, можно посмотреть. И сказали, что держался молодцом. Вот. Ну, конечно, там мы переговаривались через стены, мы не в одной камере были. Всех этих ребят держат по одному. Преступников, там, административно задержанных держат там вдвоем, втроем, четвером, пятером. Так веселее, можно поговорить. А нас почему-то, ну, меня нет, а их, да, по одному всех держали. Такое давление, как бы ты сидишь один в 4 стенах и не с кем даже поговорить. И на прогулку их выводили тоже в отдельные маленькие дворики, такие 3 на 3 метра, тоже по одному. Вот. А я им кричал там через стены, когда слышал, что это они идут, там, хоть как-то подбодрить их. И даже вот этот гимн, эту песню нашу «Пусть стены рухнут», тексты передавал, не знаю, передали им там, нет, наверное, еще нет. Ну, выучат. А коли мы з вами у Менску брали інтерв'ю, так само був стрим з Комаровки, вас здивила кількість людей, яка прийшла? Да, меня на Комаровке количество людей удивило, но я сейчас так понимаю, что после Гомеля уже количество людей удивлять не будет меня нигде. Вот, во всех городах очень много выходит, ну, тем более Гомель — это мой родной город. Здесь меня, наверное, больше поддерживают. Шутили же, что смерть Лукашенко из Гомеля придет. Может быть, про это имели в виду как раз. Шутили, это серьезно? Да. Вы в курсе, что у Лукашенко рейтинг абсолютно мусорный? Впервые за все время, за все 26 лет у него потрясающе низкий рейтинг. 3% вроде бы по всем опросам. То есть, что у него шансов нету попасть даже выйти там во второй тур, то есть он проигрывает сходу. То есть, как вы... Мы слышали. Неважно, как будет. Да, но такой 2-3%, да, 2-3% у него реально рейтинг в интернете, но в реале, наверное, он выше все-таки, может быть, о 10% можно говорить. Но все равно это крайне низкий рейтинг, конечно, но их никогда не останавливало обманывать белорусов и говорить, что 80% там или плюс-минус его поддерживают. Осмелится ли он в очередной раз по своему шаблону объявить, что за него 86? Ну, это, наверное, не ко мне вопрос, то есть это мы посмотрим, да, мы посмотрим. Я даю прогноз, что ему нарисуют 75, потому что 75 лет победы в этом году, а они вот эти шутки любят, будет 75%. Это же тоже во много раз, то есть это явно... Конечно, это неправда. А ми коли з вами у неділю розмовляли, у вас не було таких докладних планів на 9-10 жнивня. У меня их нету, просто мои подписчики, зрители канала знают, что раньше я говорил о том, что если он будет участвовать, она будет считать, то 9-го нужно прийти и узнать от наблюдателей на каждом участке реальные цифры. То есть, если, например, наблюдатели весь день находятся, 3 человека на участке, и видят явку там 10-15%, ее фиксируют, как я на парламентских, здесь же в Гомеле, кстати, зафиксировал. А потом председатель комиссии говорит, что было 74, все это преступление. У нас есть статья, нужно ее зачитать ей, чтобы она знала. Вызывать милицию, если они не едут, делать такой гражданский арест. И вести в милицию, запечатлеть на видео все это. Ну как так? Вот есть свидетели. Сколько мы будем эту ложь на каждом участке терпеть уже? Если это не получается, людей мало на участках, значит нужно идти к райисполкому. Вот, или еще куда-то. То есть, нужно выходить. Об этом я раньше говорил. Сейчас мы будем смотреть, как будет... Упало, да, у вас?
Ну, только тут народу столько. Будем смотреть, как будет проходить кампания, куда они нас дальше пустят, не пустят, будут они задерживать. Тут же от нас зависит очень мало. Люди свою позицию показали, вот выразили, проголосовали ногами. А дальше этот лгун, он может все, что хочешь, показывать, и она может говорить, что это все вот это неправда, ведь госсми не показывают это. Вот. А правда только то, что они говорят в этих СМИ, что 70-80% поддержат Лукашенко. Это неправда все. А до інших кандидатів, претендентів, хвилиночку, у вас некое ставление сформовалось? Вот вы не ведали, что думать про Бабарыку, про Цапкалу еще несколько дней тому? Ну, я не знаю даже, я с ними не знаком, с их деятельностью тоже, но люди, я уже сегодня говорил, которые считают, что на выборах можно прийти и выиграть честно у Лукашенко с Ермошиной, они вызывают у меня большие вопросы. Я думаю, это либо глупцы, либо лжецы, я уже сегодня сказал. Вот мое отношение. И когда кто-то там говорит, что вам надо будет с ними там объединиться, такие уже разговоры есть, да? А с кем объединяться? Вот что, пойти с ними на выборы там и тоже надеяться, что посчитают правильно, я этого не вижу. Саме питаються, чому ви не виключите Лукашенко на дебати? Так я его приглашал раньше еще на интервью, он уже боится. И ему, а что он будет отвечать на вопросы? Вот, о пропавших политиках, там, обо всех. Ну, а что он будет говорить? Ему же нечего сказать, он ни с одним кандидатом и раньше на дебаты не ходил. Попробуем, позовем, какие проблемы. Пусть придет, ответит. Сергей, скажите, пожалуйста, а какие непосредственно законодательные акты или законы вы хотите поменять все-таки в своей политике? Знаете, сейчас нельзя проводить агитацию, рассказывать о программе кандидатов, поэтому тем более я не кандидат. Ну нельзя об этом говорить, ну, честно, извините. После 19 июня можно будет об этом говорить. Следующий вопрос. Как можно услышать речь вашей жены? Она же является кандидатом. Я думаю, что услышите. Вот на пикетах кандидатов других и тоже нет кандидатов, понимаете? То есть есть инициативная группа, которая собирает подписи за то, чтобы стать кандидатом. Вот. Когда она станет, я думаю, что она выступит, расскажет. Тем более мы скоро собирались сделать пресс-конференцию. Вот. О, здравствуйте, здравствуйте. Здоровье береги. На тебе для этого самого. Шоколадку? Шоколадку, да, с начинкой, только смотри. Лично самому. Спасибо, спасибо. Сказать, я скажу, что Лукашенко победит, его Путин приведет на престол. Послушай, какие вещи. Так расходимся тогда. А? Расходимся тогда. Нет, я... Боремся. Какая грозит это нам опасность? Вот эти игры, шашни с Путиным, это все это КГБовские штучки-дрючки. В августе месяце, когда зарегистрируют кандидатов, так, примерно где-то в это время Путин даст кредит, на нефть поднимет, и Лукашенко будет там во все горла и по деревням поедет, скажет, я Путина победил. И диванные войска попробуют остановить. Так что единственное, это надо бойкот выборов, абсолютно. Спасибо, спасибо. Ребята, давайте уже толпа собралась, давайте мы сейчас разойдемся. Сергей, да, люди, о помощи ты говорил, напомню. Сергей Тихановский адказваў на пытанні і людзей, і журналістаў. Сергей кіраўнік ініцыятыўнай групы сваёй жонкі Святланы Тихановскай. Яна цяпер удзельнічае у прэзідэнцкай кампаніі, такой папярэдняй частцы прэзідэнцкай кампаніі, калі ініцыятыўныя групы збіраюць подпісы ў падтрымку прэтэндэнтаў у кандыдаты у прэзідэнты. Такіх подпісаў трэба сабраць не менш за 100 тысяч. Сергей, задавалі мы яму пытанне, колькі подпісаў сабрана. Ну, вельмі шмат пікетаў праводзяць каманда Тихановских. Подлічыць дакладна яны яшчэ не могуць. Друг от друга. Давайте сдвинемся назад немножко, пожалуйста. Держим дистанцию друг от друга. Отодвиньтесь назад, пожалуйста, не давите, ребят. Назад сделайте несколько шагов, пожалуйста. Незвычайная гэтая выбарчая кампанія яшчэ і тым, што праводзіцца ў такой жорсткай эпідэмічнай сітуацыі. Пандэмія каранавірусу абвешчаная. Вот шмат людзей у масках. Людзі так
цешыць тое, што людзі вельмі свядома ставяцца да небяспекі патэнцыйнай. Ну і таксама ёсць рэкамендацыі Цэнтральнай выбарчай камісіі пра тое, што сябры ініцыятыўнай групы, якія збіраюць подпісы, яны мусяць быць у масках, у пальчатках. Бачым, што людзі гэта выконваюць. Можам яшчэ раз прайсціся і паглядзець, за каго збіраюць подпісы. Мы ўжо бачылі, от Сергей адправіўся ў такі свой традыцыйны праход вакол чаргі, ён вітае людзей, такія чэргі выстройваюцца да пікетаў Святланы Ціханаўскай па ўсіх гарадах. Таксама тут у Гомелі, у цэнтры каля будынку цырка збіраюць подпісы за Андрэя Дмітрыева з руху «Гавары праўду», за стваральніка парку высокіх тэхналогій Валера Цапкалу. Гэта толькі тое, што мы бачылі. І тут яшчэ бачым некалькі пікетаў, якія выглядаюць як не тыя, дзе збіраюць за Святлану Ціханаўскую. Што за Святлану Ціханаўскую вызначаюцца чаргой. Вот яшчэ адзін пікет. І гэта пікет за Віктара Бабарыку. Віктар былы банкір, 20 гадоў быў старшынём праўлення Белгазпромбанка і вельмі незадоўга да моманту абвешчанага рэгістрацыі ініцыятыўных груп абвясціў пра сваё жаданне удзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі. Вельмі незвычайная ягоная кампанія праводзіцца, таму што за кароткі час яму ўдалося сабраць у сваю ініцыятыўную групу больш за 10 тысяч чалавек. Вельмі хутка праверылі звесткі пра гэтых людзей і ў выніку больш за 8,5, здаецца, тысяч чалавек у ягонай ініцыятыўнай групе. Так, можна у кагосьці, хто падтрымлівае Віктара Бабарыку, запытацца. Вы за Віктара Бабарыку? А можна вас спытаць, чаму? Нет? Не ўсе хочуць распавесці, чаму. Знаете, вот мне кажется, у каждого должно быть мнение. Но во всяком случае, я не агитирую ни за кого, ни за это. Но хотя бы это Лукашенко надо отдать должное. Он свое время, он свою свой отрезок времени, он был вовремя, понимаете? Он сделал, что наши дети не погибали ни в Афганистане, ни белорусские. А они там все за границей. И да. Кстати, там очень хорошо живут женщины. Живут. А что вы не уехали? Так я бы уехала, если бы я родилась там. Понимаете, я не Будете голосовать за Александра Лукашенко на этих выборах? Конечно. Буду голосовать. Не потому, что я его прямо... Нет. А мои дети не погибли. Я в России работала, да, полы мыла. И полы мыла 7 лет там. Да, и я не могу сказать, что вот мне кто-то сделал что-то. Мои дети зато не погибли. Я видела российских, Склифосовского, детей российских, которые без рук, без ног лежали, и их мамы даже на телефон деньги. А я, спасибо Лукашенко, единственное то, что мои дети не воевали в Чечне и в Афганистане. Я про другое не говорю. Я пенсию заработала, моя пенсия 300 рублей. А вам хапае яе? Вы лічыце, яна справядлівая? Мои дети меня содержат. Мои дети, а у меня внуки сейчас сидят на карантине и в школу не ходят уже 3 месяца. Январь, февраль, март в России. И боятся, их штрафуют, моего сына штрафуют за то, что он за хлебом выходит 3 детей. Это как в Туле накормить. Молока нету. А они говорили, вот молоко белорусское. Это вы про Россию рассказываете, Вот, да. Ваши дети в России. Они
Нет, они граждане Белоруссии. Ну, они А вот сейчас внуки мои, я не хвалю никого, но в свое время у нас не было все равно такой красоты в Гродно, в это. У нас люди свободно ходят. А там за то, что мой сын идет за хлебом он многодетный мать, и должен жену кормить, которая 3 месяца уже не работает, и сидит заперти. И, понимаете, я переживаю. Кажуть люди, что все ж таки долго, 26 годов, уже может быть... Он сделал, правда же, многое, и надо отдать должное. Может быть, кто-то сделает еще что-то, но нельзя вот так огульно, вот так. Для меня лично это ничего, я ничего не получила от то, что отправления. Я ничего не получила. 300 рублей пенсии, педагог с дошкольник. Что я могла заработать? Я 7 лет работала на Россию и полы там мыла, подтирала. Да? Но, во всяком случае, мы ходим, сейчас карантин, за это людей душат в России, а у нас люди ходят и все равно, пусть в масках, пусть ручки моют, но они ходят свободно и дышат хотя бы воздухом, а там не дышат. Поняли? Дякую велике, дякую за ваше міркування. Так, а вы хотели подписаться за Бабарику? Давайте я комментарий скажу. Ну, давайте. А вы за кого подписывались? Я? Да. За Тихановских. Вот. Почему? Знаете почему? Давайте. Меня зовут Валерий, я сварщик. Вот. И в чем у меня, объясните, разница в чем? Милиционер идет 45 по вредности. В чем разница его и меня вредности? То, что я выплевываю легкие. Мне вот сейчас на данный момент почти 50 лет. Да? Я уже должен в советское время идти на пенсию. Да? По горячей сетке. Почему? Почему милиционер идет в отпуск 45, вернее, лет, да, на пенсию, а я должен идти в 60. Почему? Конституцию возвращать та, которая есть 94-го года. І все. От за це я борюсь. А як з працею у Гомелі? Ви з Гомеля? Да. Так, як тут з працею? Бо шмат хто скаржиться, що праці немає, що заробки малі. Шмат хто скаржиться, що праці немає, що заробки малі. Ну, у меня 3 детей. Да, я на 2 работах змагаюсь. Вот, змагаюсь на 2 работах. Ищу вот какие-то, можно сказать, подработки, еще тому. Вот, 1000 рублей у нас нет. Это все ложь и провокация. Я сейчас могу при вас открыть интернет. Вот, работа сварщиком требуется 300 рублей, 200, 500 рублей. Это нормально? И где наша 1000? Где наша 1000 обещанная? Их нет. Вот. Я не могу, так как мои родители в советское время построились бесплатно, нормально вели человеческий образ, а мы этого не можем. И то, что... У вас же 3 детей. Лукашенко сказал, что будет квартира бесплатная. Квартиру я получил, да. Получилось у меня с квартиры, да, у меня там ребенок инвалид. Вот, получилось. Но социальное, все, как и все люди. Как и все люди, я плачу. Все, как нормальный человек. Нет, не 50%, нет ничего. Обратиться в какие-то коммунальные службы, чтобы бесплатно поменять там краник или еще что-то. Нет, ничего. Все еще игнорируют и обзывают, поверьте вы мне. Вот. А скажіть, от скільки б грошей вам треба було на сім'ю, щоб ви себе так упевнено, нормально почувалися у місяць? Ну, на данный момент, как вам объяснить, сколько мне нужно? Ну, не мне нужно, мне нужно... Детям, ясно. Для детей. Вот сейчас у меня старший сын поступает в вуз. Сколько нужно? Комиссия платная, там заплати, там выплати. За все. Где наша медицина бесплатная? У нас нет. У нас нет бесплатной медицины. Я возвращаюсь к тому, что, как вам объяснить, 2000 для теперешнего времени это не заработок. Это просто выброшенные деньги. Вы зайдете в магазин, вы понимаете. А больше я писал в комментариях.
Зайдите, заедьте, посмотрите, как у нас живут добрые и добропорядочные наши олигархи, как мы их называем. Да? Гомельские, возьмем горисполком, да? Заедем в деревню Романовичи, Маяк и посмотрим, откуда вот такие хоромы. Это что, я построил? Да для того, чтобы мне построиться, мне надо не на 2 работах, как Щеткина когда-то сказала, да, что я на 2 работах работала и заработала себе хором за 1 миллион. Где она заработала? Да при любом желании у нас никогда в жизни ты не заработаешь. Где? Флагшток, ну, и потом от флагштока у нас относится что? Уходят новые кандидаты, президенты, там, ну, я имею в виду, прихвостни его, ну и все остальное. А вот часто люди кажуть, ну что вы тут выступаете, там размовляете, говорите, что все одно ничего не поменяется. Ничего нет, продвижений никаких нет, и я уверен вот сейчас, на данный момент, что я сейчас поговорил, и может быть завтра там, или послезавтра меня споймают, вот, может быть, ну пускай ловят, пускай забирают, мне не привыкать. Вот, но я вам говорю, вот в прямом эфире всем говорю, ложь и провокация. Наш президент – это уже тот человек, который именно должен построить нашу республику в таком состоянии, как она должна была в 1994 году быть. Конституцию, мы принимали Конституцию, мы делали референдум. Никто не имел права изменять герб. Никто. Почему? Одним махом, без референдума, изменили герб на данный момент. Вы маете на увазі вот теперь, который... Да. Никто без референдума не имел права это делать. То есть мнение народа никто не спрашивал. Правильно? Правильно. Ну, что дальше говорить? То есть... А вам який герб подобається? Вот есть такие погоня герб. У меня герб тот, который на данный момент, это белорусский. Белорусский. Я белорус. Я белорус и не россиянин, не украинец. Я белорус. Я родом отсюда. Я деревенский хлопец. Вот. Я хочу, чтобы было так, как было при моих предках. Вот. А то, что игнорируют, то есть ломают наше общество, и ну, я не понимаю, то есть народ для человека, то есть то, что народ говорит, человек не понимает. Он игнорирует. Как такое может быть? Президент, ты должен увидеть, что и о чем говорит народ. Правильно? Я так считаю. Народ говорит о чем? Нет зарплаты. Где вы? Откуда вы взяли 1000? Нет у нас 1000. Откройте, если нормальный президент, он посмотрит, залезет на сайт и посмотрит, что у нас нет 1000 рублей заработной платы среднего. Вот и все. Вот что я могу сказать. Тяжело жить, и будем продвигаться, будем давать. На Украине вон война, и у них какой-то порядок и достоинство. А у нас этого нет. А что люди могут сделать? Как? Нового президента. Новый президент. Только одно. Новый президент. Больше никак. Больше никак. Он уже не способен. Он уже наворовался. Сейчас, если еще 3 миллиарда он возьмет в Китая, то мы вообще погрязнем такой грязи, что, поверьте вы мне, Джили. Для чего создали Джили? Автомобильный завод. Если Мерседес, да, немцы, у них очень большой конвейер, у нас очень большой. Так вы Джили продаете за 17 тысяч. Кому она нужна? Кому? Вы ни лизинга не делаете, ничего для того, чтобы вы хотите для народа. Да вы для народа делаете так, что кредит этот просто-напросто гробит человека в яму. Зачем? Вот. Нужно просто переизбирать и все. Мое вот такое вот
хорошее. Давайте у молодого человека спитаемся. Можно до вас вернуться? Вот вы почули, что сказал попередний мужчина. Я хочу сказать не только от себя, а еще и от лица всей молодежи. Мы хотим жить и работать в нашей стране. Не где-то за границей. Мы хотим жить и работать, получать нормальные деньги в нашей стране. Нам нужно покупать квартиры для того, чтобы строить свою семью. Нам нужны деньги, чтобы как-то выживать в этой стране. Теперь у вас что, не в маг? нашей стране. Что еще раз? Теперь не маг этого? Пока что нет. А какие у нас зарплаты? Мы получаем по 600 рублей каких-то. Это смешно. $300 и то 300 долларов даже у некоторых не выходит. Я работаю на предприятии, у некоторых выходит и по 100 долларов, и по 200. Ну как можно жить за такие деньги? За такие деньги жить нельзя. Это я сказал не только от себя, а от лица всей молодежи. Спасибо. Да, для всех. Ну, конечно. Все, что молодежь, что все. Вот так же мы уже на работе. А вот вопрос, где вообще вот деньги, которые мы платим за дороги? Ни дорог, ни денег, соответственно, этого ничего нет. У нас Лепешинского улица, вот где мы проживаем, там же ямка на ямке. Когда я позвонила в том году мэру на горячую линию, он мне вообще сказал, а вы знаете, что мы даже забыли, что у нас такая улица. То есть ее даже вообще существования по факту нет. Вот мы там проживаем 17 лет на той улице. У нас не было Так места. и не поремонтовали? Нет, так заложили, вот, ну так, сейчас я по порядку расскажу. Вот мы живем 17 лет на улице. У нас не было даже остановки. Пока я в том году не позвонила, не потребовала, потому что дети едут, там, даже знаю, о чем говорить, все едут на работу, там дети в школу, кто-то еще куда-то едет. Дождь, снег, это ветер, все стоим, мы просто вот у нас была бетонка. Больше не было ничего. Да, поставили, как бы, пока сами не позвонили жители. Дороги, как латали дороги. Тут же новую ямку вырезают, этот старый асфальт засыпают в старую ямку, и новую это залатали чистым асфальтом. А старая ямка как была, которую они засыпали старым асфальтом, она так и осталась, по факту. И с каждым годом она становится больше и больше. Ехать вообще невозможно. У нас нет ни пешеходной дорожки, тут не то, что идти, как бы невозможно идти, ни с коляской не прогуляться, ни ребенку. В пятиэтажных домах нет толковой детской площадки. Также я задала мэру вопрос, где детская площадка? Он мне сказал, а вы знаете что, надо собираться всем жителям, ну, то есть этих пятиэтажных домов, как бы частного сектора, и ставить самим за свой счет ту же самую детскую площадку. А где деньги за налог, который люди платят? Опять-таки же, все платят налоги. Что ни возьми. Телефон оплачиваем. На почте сейчас ввели. Пенсионеры, не у каждого есть возможность положить деньги с интернета на телефон, на мобильный. Но у каждого в основном есть какой-то телефон, пускай это будет обычный, кнопочный. Но у каждого пенсионера в основном есть. И он опять-таки платит за телефон, 60 копеек он платит с номера. За что? Почему мы должны платить? Ну, так же? Так. Вы с паспортами, я бачу, за кого подписаны? За Тихановскую, конечно, Светлану. Только за нее, больше ни за кого. А чем яды вам подобают? Ну, она хоть какой-то, я думаю, что порядок наведет, и надо вообще перемены. Наши сердца требуют перемен. Все, одним... Все, спасибо. Дякую. Ось такі виказування у Гомелі. Ми так і... Мы уже в эфире. Радио Свобода, да. Хочется что-то сказать? Да, я хочу сказать. Я хочу обратиться к нашему президенту. У меня с 2008 года валютная ипотека. В нашей стране валютных ипотек нет. Я писала туда ему в 2011 году ни одно письмо. Товарищ Буков постоянно все отправлял письма мои обратно же в банк, в Альфа-банк. Раньше был Белрос в 2008 году, когда я брала эту ипотеку. Мне суд выставил 32 тысячи долларов. Это такая неподъемная сумма. Моя дочь, будучи в декретном отпуске, ее втянули в поручители. Обещали, что переведут белорусские рубли, пересчитают. Я работала машинистом крана на Гомельстеклу в 2008 году. Я там отработала 9 лет. Зарплата у меня была хорошая, поэтому и получилось так, что взяла вот этот кредит. Вот, это, я когда брала этот кредит, значит, продала свою малосемейку, 15 тысяч долларов своих за малосемейку, плюс 27 тысяч долларов кредита я взяла в Белросбанке, купила квартиру на улице Кирова, 15. Прожили мы там 3 года, в конце 2011 года, а в конце 9-го меня сократили года, год только получилось. Я поплатила этот кредит, потом меня сокращают с работы. Я 11 лет, я рабочий специалист, машинист крана, всю жизнь проработала в литейке, работала на злине. И я 11 лет без работы. Так, как говорится, где мне придется, там и работаю. И так вы с этим кредитом и всех этой Я с этим кредитом и с этим грузом, мы выплатили с дочкой 17 тысяч долларов. Это своими, я в поисках заработка денег ездила и на Украину, и в Молдавию. Я откуда только деньги не возила.
Я привезла им за 3 года 15 тысяч долларов, вот в конца 2011 года у меня было выплачено. И они еще умудрились меня на 6 тысяч долларов загнать в долг. Мне пришлось эту квартиру, которую мне обошлась 55 тысяч долларов на Кирова 15, продать за 28 тысяч, потому что недвижимость тогда упала на этот момент. Купить за 22 тысячи долларов на Сельмаше бывший барак. Там крыс, там тараканов, там клопов, чего там только нет. Этот дом рушится, валится. Его обшили, замаскировали. Живите, люди живут. Конечно, мне пришлось купить там квартиру, однокомнатную, с двушки переехать в однокомнатную. Потом прошло, получается, до этого времени, значит, в 2014 году подали нас на суд. Суд выставил 32 тысячи долларов. Вот, в белорусские мне не перевели. Значит, мою дочь сказали, что, значит, вы при переезде принесете этих 6 тысяч долларов, которые мы должны, разницу между квартирами. Мы вошли в график, так и сделали. Банк, конечно, свое слово не сдержал. Они, опять же, включили нам счетчик по-новому. В 2015 году выставили квартиру на продажу, на торги выставляли. Мы за торги заплатили. Мы заплатили 18 миллионов госпошлины, с нас высчитывали, с меня и с дочки. А потом, сейчас опять, вот перед Новым годом выставляли эту квартиру на торги. И в доме маленький Чего вы ребенок... просите у Лукашенко? Что? Чего вы у Лукашенко просите? Чтоб пересчитали мой кредит в белорусские рубли. В 2009-2010 году переводили эти кредиты. У нас валютных ипотек нет в стране. Я не получаю в американских. Вот, ни зарплаты, ничего. Живу я в своей стране, не в Америке. И чтобы мой кредит... Хоть бы одно письмо, там они в компьютере, я думаю, что у них сохранились, хоть бы одно письмо он мое почитал. Ни одного, я неоднократно к нему обращалась. У меня все это собрано. С гербами, красивые письма. А живете где вы теперь? Живем мы здесь, но мы живем как на пороховой бочке. Нас в любой момент придут и опять же выставят на торги нашу квартиру. 32 тысячи долларов. Моя дочь работает в детском саду, у нее 40% высчитывают. У нее маленький ребенок, 10 лет уже девочке. На двоих. У нее зарплата, у нее на руки там 280 рублей, 270 получится. Минус коммунальные. Как жить? Вот эти вот голые боссы уже обходили на лопухами, прикрывшись. Если бы, что, по 2 рубля вот эти вещи, которые с покойников навезли, завалили вонючие вот эти вот все магазины. Что мы можем купить? Я в куртке хожу 10 лет, посмотрите, какая куртка. Дякую великие. Мы нищие голодранцы. Больше я не знаю, как нас можно еще назвать. Последний кусок хлеба с рта выдирают. Дякую великие. Вот поделилась своей проблемой, уже бедой нават жанчина с Гомеля. Да. А скажите, коли ласка, может быть, вы захочете у прямом эфире радио, не захочете? Вот, Я могу тоже сказать. а вы, может быть, за Бабарику подписались? Но у меня паспорта нет. А хотели за Бабарику? Ну, я бы хотел подписаться, но у меня паспорта нет. Зрозумела. Что вы хотели сказать? Я хотел сказать, что я пока не решил, за кого я буду голосовать. Вот что касается Бабарика, вот мне интересен вопрос о том, вот является ли он пророссийским кандидатом. Потому что это человек, который долгое время возглавлял вот структуру Белгазпромбанка у нас. А Белгазпромбанк – это дочерняя структура российского Газпромбанка. Поэтому для меня этот вопрос интересен. Вот, то есть я выступаю, в принципе, за то, чтобы у нас были достаточно, дружественные отношения с Россией. Вот.
и в то же самое время, чтобы у нас, чтобы Беларусь была более открыта вот глобальному миру, потому что я считаю вот как, что я в принципе поддерживаю Джорджа Сороса. Почему? Потому что я считаю, что ну, я по натуре вообще либерал, то есть я вот согласен во многом с его позицией, например, в отношении наркотиков. То есть я в принципе выступаю за то, чтобы наркотики были легализованы, потому что я считаю, что человек должен иметь выбор, и ему нужно помочь. То есть, если он хочет попробовать наркотики, пусть попробует. То есть задача... У некоторых країнах, конечно, есть легализованное споживання певних речивів. Так. А скажіть, ведаєте, яке у мене питання виникло? А чому вас так турбує? Ці проросійський кандидат побарикать, і не проросійський? Це небезпека ніяка? Чи наоборот, вам, може бути, хочеться, щоб був такий кандидат? Мне просто это интересно. Почему? Потому что я воспринимаю, как бы, то есть с моей точки зрения, вот та система, которая есть вот в России, она все-таки ближе вот к западной системе, чем та система, которая есть в Беларуси. То есть, как я воспринимаю, что вот вы потлумачьте как бы простыми словами. Вы хотите, чтобы Беларусь и Россия были одной державой? Нет. Я не хочу, чтобы они были... я хочу, чтобы вот та система политическая, которая у нас есть в Беларуси, она была больше похожа и на западную систему. Но я считаю так, что если наша политическая система будет больше похожа на российскую политическую систему, то это тоже будет более прогрессивно по сравнению с тем, что у нас есть сейчас. Почему? Потому что вот смотрите, то есть я считаю, то есть Лукашенко, он диктатор именно вождистского типа. То есть он вождь. А Путин, с моей точки зрения, он все-таки не вождь. То есть и для России это очень важно, потому что в России, вот посмотрите, то есть, Россия это страна, которая склонна к диктатуре. То есть в России там Сталин, то есть все диктаторы, они были вождями. То есть Сталин, он был вождем. Даже Хрущев, он в принципе тоже стал вождем. А Путин, вот с моей точки зрения, он все-таки не вождь, а он человек команды. То есть в России... У вас выдатный политичный анализ. А вот вы сказали, что вы не вырашили, за кого будете голосовать. А за Лукашенко, кандидатуру Лукашенко разглядаете, что вы за его проголосуете? Нет, не рассматриваю. Я вам скажу даже почему. Вот, что касается фонда Сороса, вот я из семьи, и можно сказать, из семьи интеллигентной. То есть мой отец, он ученый, он проректор нашего университета. И вот в 90-е годы, то есть в начале 90-х годов, он получил участок на даче. И он физик сам, он доктор физико-математических наук. И он за счет грантов Сороса, он построил дачу. То есть вот лично нашей семье, вот структуры Сороса, они очень помогли вот в 90-е годы. А потом вот этот фонд Сороса, то есть он из Беларуси ушел, и вот не на кого стало вот просто ориентироваться, понимаете? То есть, да, у нас, например, появилась IT-сфера, то есть если программист, я даже работал одно время в IT-компании, но я оттуда ушел, сейчас, кстати, я собираюсь туда вернуться, но они прекратили свой набор, потому что ситуация сложная вот с этим, с коронавирусом. То есть я говорю, что я, в принципе, по натуре своей гуманитарий, то есть я не технарь. И вот я думаю, если бы меня, когда я учился в школе, вот это бы... Да, это уже долго. Давайте мы пойдем поглядим, якая там ці павялічылася чарга до Святланы Тихановской. А вы, до речі, думали за ее подписаться? Я бы подписался за всех альтернативных кандидатов, но вот сейчас, то есть у меня паспорта нету, и как бы, в очереди стоять, я думаю так, что подписи и так соберут, но если будет очень нужно, то есть вот если скажут, что подписей не хватает, то, конечно, я возьму свой паспорт, пойду и подпишусь. Это без... Дякую вам велике. Дякую. Ми у Гомелі зазираємо за тим, як люди з Гомеля і з інших городів, які побач з Гомелем, з Гомельської області, із вёсок так само прийшли покинути підписи за претендентів
у кандидати у президенти, як, звичайно, черги до сяброў ініцыятыўнай групы Святланы Тихановской. Хочам цяпер пайсці паглядзець, ці людзей стала больш, ці менш. 20. Новодележский у вас район, да? Не-не-не, там другая, там Мылкова поставили, там проспект Отличника здесь. Так, это получается Советский район. Советский район. Так, это у нас ЖД был. Да, вот Советский район. А вы не ведаете, сколько у меня? Около 3000 почти. Это первый день. Это первый день. Николай Григорьевич. На русской мове как раз. На кого работает? А, свобода? Все, пойду. Проспект Октября. Да. А вы сегодня сидели? Пробачте, будь ласка. Може, нам розкажете що-небудь у живому Не, ефірі? я боюсь, я працюю и боюсь. Добре, не такое редкое. Не, ну боюсь. Ну, а лез я свою позицию. Хотела сказать, не такая редкая, але, напэўна, гэта самая частая прычына для адмовы даваць інтэрв'ю і ўвогуле прадпрымаць нейкія дзеянні. Людзі баяцца страціць працу, сутыкнуцца з нейкім ціскам. Вы яшчэ стаіце ў чаргу? Колькі вы ўжо стаіце? Ой, сейчас, секунду посмотрю. Мы уже з гэтым маладым чалавекам размаўлялі, можа быць, паўгадзіны таму, можа, хвілін 40, але ж вы дакладна ведаеце, колькі стаіце, так? Час стоит. Около часа. Не шкада вам гэтага часу? Не. Малады чалавек ужо даваў нам інтэрв'ю ў жывым эфіры. Вот гадзіну прыблізна столькі сама стаялі людзі ў Менску, каб пакінуць свой подпіс за Святлану Тихановскую. І ў Менску гэта была, по-моему, одна такая вялікая чарга, а тут іх ужо 3 ці 4. І наколькі я магу бачыць са сваім невялікім ростам, по-моему, чарга такая самая. Вот яна на квартал расцягнулася. Сергей Тихановский, кіраўнік ініцыятыўнай групы Святланы Тихановской, сваёй жонкі ў сацыяльных сетках абвяшчае, калі можна будзе пакінуць подпіс, у якіх гарадах, у якіх месцах і такіх. А вы хочаце яўна з намі пагаварыць, раз вы такія смелыя? З якой надзеяй вы стаіце? Вот на што? Самае распаўсюджанае, што я чую ад старэйшых людзей, якія ўжо не першы раз удзельнічаюць у выбарах, все одно ничего не поменяется. Поменяется? Ну, надо менять. Просто каждый раз есть надежда, что поменяется, и надо выходить, надо объединяться. Есть проблема, ну, на мой взгляд, что вот мы не знаем своих соседей по лестничной клетке часто, вот такое время сейчас. Хотя там лет 15-20 назад все было по-другому. И надо объединяться, и надо, короче, какая-то общая, что-то общее, чтобы всех объединяло, тогда мы сможем. Так, а что это огульное? Может, уже треба ведать, что это такое? Из-за того, что люди... Это должна быть естественная вещь. Вот стоим за подписи. Абсолютно обычная должна быть вещь. Да, чтобы не боялись люди выходить, вот даже подписи собрать. Потому что многие там, я даже слышал, что Тихановский говорил, что боятся подписаться на канал, потому что там может что-то произойти. Ну это бред вообще, чего бояться? А вы в это не верите, что может что-то... Ну, я не боюсь просто. Чего бояться?
Ну, посадят там на сутки административку, ну, посижу, ну что там, может, ну, здоровье может подпортиться. Это, конечно, не очень хорошо, но я верю, что, блин, надо что-то менять, и все получится, если это делать. Вот говорить там близким, родным, чтобы не боялись, вот стоять, подписываться, идти на выборы, не знаю, если есть возможность там в инициативные группы, там волонтерами, на наблюдательные пункты, конечно, это прям, ну, может не изменить это, да, но люди перестанут бояться. Если хочешь изменить мир, начни с себя. И вот если ты начнешь что-то делать, другие твоему примеру последуют, и так вместе и переможем. Я так разумею, вы за Тихановскую стоите подписаться? Нет, я хочу еще вот подписаться на Бабарика, если так можно, конечно, я не знаю, по-моему, можно. Можно. Да, я вот хотел подписать, отдать подпись, потому что, конечно, я не верю, что жена Тихановского победит, но есть альтернативные кандидаты, скажем так, то, что я здесь стою и я могу подписаться за Тихановского, поможет другим также поучаствовать в этих выборах, другим кандидатам. Ну, то есть для того, чтобы поддержать эту всю движуху, чтобы люди узнали об этом, так как у него YouTube-канал и много вещает. Ну, вот. Вы все одно ж не верите, что он переможет? Не верю, что она переможет? Так неважно, я верю в то, что эти выборы могут повлиять на всю ситуацию. А як вони тоді попливають, коли вони не переможуть? Конкретно этот кандидат? Ну как, я же говорю, что есть другие кандидаты. Ви думаєте, що хтось інший переможе, да? А хто, наприклад? Олександр Лукашенко? Не, ну, Чому ні? я не верю, что он победит, честно. Ему нарисовать там могут, ну это же каждый 26 лет уже это происходит. Нарисуют, но люди почувствуют, да, и мне кажется, что в этих выборах есть шанс на то, чтобы победил альтернативный кандидат, и даже если ему эти цифры скостят, реально скостят, ну так и будет, мне кажется. Люди все равно почувствуют, потому что большинство голосовало за альтернативного кандидата, и ну предел уже вот сколько можно уже, тут даже пенсионеры вышли, это уже показатель, что вот тут вот уже все. Дякую вялікі, дочекаємося 9 жнівня. Що адбудеться? Вот такі міркування досить часто доводиться чуть. Люди хочуть перемен. Ні? Ви просто... Люди хочуть перемен. Сподіваються, що на гэтых виборах переможе інший кандидат. Однак конкретних діянь ці конкретних планів ад іх не гучить. Подписи у підтримку претендента у кандидати. Хочеться щось сказати. Вот ви так посміхаєтеся, мені здається, у вас щось ті наболіло, ті наоборот. Ви чимось добрим хочете поділитися? Я просто рад, что вот так получилось, что белорусы начинают просыпаться. Вот. Начинают вставать, что-то говорить. У многих пропадает страх. Вот. Это приятно видеть. И самое главное, что они начинают думать. Не слушать то, что им говорят вот со стороны, из ящика. Знаете, ящик вообще надо выкинуть. А просто думать своей головой, смотреть, что говорят люди, слушать, смотреть интернет, смотреть, как живут страны. И мыслить. Не обязательно, там, допустим, что белорусы проголосуют там, за блогера, пускай там, за банкира, еще за кого-то. Главное, что они начинают думать, начинают просыпаться. А у чим причина, ви думаєте? Що такого сьогодні здарилося, що вот люди в чергу становятся? Во-первых, конечно, срок. Во-первых, срок. 26 лет много. Во-вторых, это, конечно, то, что нужен лидер, нужен катализатор. Знаете, химическая реакция не пойдет, спичка не загорится, если не чиркнуть. В принципе, таким катализатором все-таки во многом стал вот Сергей. Потому что он расшевелил через интернет. Я вообще не представляю. Я прошлым летом его встретил, когда его еще никто не знал. Вы его ведаете особисто? Нет, я его не ведаю. Просто я увидел один из первых роликов, когда они еще снимали вместе с Артемом Шапоровым в интернете совершенно случайно. Искал видео про Гомель, наткнулся на YouTube на их ролик. И встретил его совершенно случайно вот здесь. Его никто не знал, он ходил вот так вот. Я был с ребенком, просто подошел, говорю, это вы? Он говорит, да, это я.
То есть его никто не знал. И смотрите, прошло меньше года у него уже больше 200 подписчиков на канале. Это о чем А вот хтось каже, что это подозрено, что может быть вот Ну, он вы хтось знаете, каже что пророссийский кандидат. Я тоже очень сильно сомневался. И сам до конца, потому что у них были и с Артемом разногласия, и были какие-то нехорошие у других блогеров о нем комментарии. Но вы знаете что? Ну, человек реально поднимает людей. Неважно, за него это будет, не за него. Насколько я вижу, он вообще не участвует. Он просто эту кампанию, он пытается разбудить. Это немаловажно. Я говорю, пускай каждый думает головой и голосует за того, за кого он считает нужным. Но главное, чтобы люди начали думать, не лежать на диванах. Понимаете? Вот у Цоя есть песня «Спокойная ночь». Там во втором куплете есть такие слова. Я ждал это время, и вот это время пришло. Все, кто молчал, перестали молчать. А те, кому нечего ждать, садятся в седло. Их не догнать, уже не догнать. А тем, кто ложится спать, спокойного сна. То есть общество разделилось на 3 категории. Первые, это которые перестали молчать, которые захотели что-то делать. Вторые, которые просто, сейчас есть такое модное выражение в интернете, голосуют ногами. Они просто уезжают, не видя в этом обществе себе реализации и какого-то выхода. Ну а третьи, которые просто ложатся спать, которым все равно. Вот так вот 3 категории. Я рад, что первой категории, которые перестали молчать, гораздо больше. Дякую вялікі. Вот такое вельмі обґрунтаванае аналітычнае меркаванне. Тут якраз перед нами пікет за Андрея Дмитриева. Можем запытаться у вас, сколько удалось подписов сегодня? Да, мы за Радио Свобода. Вы за Андрея Дмитриева? Да, мы за Андрея Дмитриева. Да. Я вам ничего не могу сказать, потому что мы пока подписи не считали. Не лічылі, так? Ну, а вот люди, калі падыходзяць да вас подписываться, что кажуць, чаму выбіраюць менавіта кандидатуру Андрея, каб падтрымаць? Ну, значит, он им чем-то нравится, чем-то... А вам чым падабаецца? Вы ж ініцыятыўны. Я не могу комментировать. Прабачце. Ага. І вы таксама, да? Нет, Ясно. Добра, дзякуй вялікі. Вось так праходзіць пікет па зборы подпісаў за аднаго з лідараў руху «Гавары праўду» Андрея Дмитриева. «Гавары праўду» ўжо ўдзельнічала ў прэзідэнцкіх выбарах у 2015 годзе. Тады іхным кандыдаткай была Вольга Караткевич. Вот сёлета гэта Андрей Дмитриев. А мы, нагадаю, у Гомелі, гэта самы цэнтр гораду, каля будынку цырка, люди стаяць, но мы ж не можем мимо паўз вас прайсці, каб не даць вам слова, раз вы, напэўна ж, хочаце нам штосьці распавесці. Ну, напэўна, что-то хотим сказать. Наверное, что и все. Як живете, скажите? Спасибо, хреново. То есть, как бы так. Что еще сказать? Грустно все, печально. Наверное, бы здесь не стояли, если бы как-то было по-другому. Очень хотим перемен, очень хотим, чтобы все изменилось. И поэтому здесь находимся. Наверное, все. Так, а что вам не подобается? Вы знаете, не подобается... Нахожусь в таком возрасте, наверное, что еще и не пенсионер, да, который, абы не было войны. И не молодежь, которая сейчас все там до лампочек. Который видел и то, и другое. И был за границей, и видел сейчас здесь, что происходит. И помню Беларусь до диктатора. Конечно же, это не жизнь, что сейчас происходит. Это какое-то жалкое подобие, какое-то выживание, можно назвать, да, вот люди подсказывают. Грустно, я не знаю, печально. Просыпаться, это дом, работа, бытовуха. Из белорусов сделали каких-то, действительно, каких-то, не знаю, смешных карликов. Нас везде в Европе нас то жалеют, то над нами улыбка какая-то, то... нет слов.
нет слов. Самое главное в этой стране не свобода слова. А если человек без свободы, то это раб. А если он раб, то так и живет. Поэтому действительно, белорусы, просыпайтесь, выходите, ничего не бойтесь. Потому что так жить под плинтусом, это уже просто надоело, устало. И вот правильно молодой человек сказал, говорит, ладно, там пенсионеры, бы не было войны, но молодежь же разъезжается. Кто в этой стране останется? Останутся пенсионеры, которые некому будут кормить, как он говорит. Я вам даю пенсию, да не он дает пенсию, а молодежь вот эта вот, которая работает, зарабатывает, она зарабатывает на этих пенсионеров. Если она уедет, что тут будет делаться? Так вот, я говорю, это самое, надо что-то менять. И я считаю, что человек, который уже 26 лет, которому люди, может быть, кто-то доверял ему, кто-то там, ходил так на эти выборы, но уже кредит доверия уже давно исчерпан. И он уже должен просто-напросто сказать, я устал, я ухожу. Мы ждем этих слов. Александр Григорьевич, пожалуйста, не поднимайте народ, никто же не хочет ни плохо, по-хорошему, уйдите, пожалуйста, дайте дорогу молодым. Много людей, 35-45 лет, но уже никого не подпускает. Где это видано, в какой цивилизованной стране, чтобы собирать подписи без программы? Но не вся власть сделала для того, чтобы... все законы, они же под себя, чтобы до них любимых, до них хороших не подступились, не спросили, и чтобы они не были ни за что в ответе. Сначала человек, когда выдвигается кандидатуру, он говорит программу. Вот мы стоим в этой очереди, хорошо, что есть YouTube, мы посмотрели программу «Страна для жизни», и мы знаем, в общем-то, мысли, теории и все это этого человека. А вот так вот, по идее, если бы не знали, мы стоим в очереди и будем голосовать, к примеру, там, кто-то, может, он за наркоманию, там, или еще чего-то. Как без программы? А у нас, получается, одна программа только, Александра Григорьевича. Все остальные голосуете за кого-то, там, что-то. У нас, как говорят, никого нету. Есть у нас хороший народ, трудолюбивый, самое интересное, он грамотный народ. Вы представляете, сколько квалифицированных кадров. И эти все кадры уезжают, разъезжаются, потому что жить в стране, где диктатура, нормальный человек не будет. Только свободная страна со свободными людьми могут быть, поднимать и что-то развивать. Рабы никогда никому ничего не сделают. Он как-то по телевизору сказал... Мы 20, сколько лет это уже прошло, и мы как-то и не выработали национальную идею. Я хочу сказать Александру Григорьевичу, он никогда ее не выработает. С рабами национальную идею не вырабатывает. Только свободные люди, которые видят цель, идут куда-то, они будут из последних. Можно без еды посидеть 3 дня, но без свободы, без глотка воздуха ты не проживешь и 5 минут. Поэтому у нас это обыяковость, ничто, но слава Богу, что народ проснулся, пришел и что-то менять. Но... А пропонуйте, какая национальная идея, вы думаете, у Беларуси? Национальная идея строить страну для жизни. Самое это для себя, для своих детей и для окружающих. Правильно дочка сказала, что если будут все хорошо жить, если будут все радостны, все будут ходить с улыбками на лицах, а не так, что ты прогнетен, что с этим каким-то тапком, там еще с чем-то, и мы должны доказывать, что мы такие же люди. ИПшники доказывают, что они не вшивые блохи, народ доказывает, что он не народец, власть отгородилась. Почему у Тихановского, сейчас его все смотрят, потому что он ушел в массы, он ушел в люди, и он единственный тот человек, который спросил: народ, а что же вы хотите? Народ, а как же, что вы? Хоть спросил, и народ хоть рот смог открыть, а до этого к чиновникам не пройти, никуда не попасть. Никто не слышит, власть живет сама по себе, далека, где-то там, в Дроздах, там еще где-то, в кабинетах, в министерствах. Но они никогда не пришли, не спросили: народ, а вам надо флагшток этот за 1,5 миллиона? Или может вам что-то другое построить? Бюджет мы
наполняем. Но у нас никто никогда не спросил, надо нам ли огромный этот ледовый дворец, который стоит, и мало ли кому он там надо. А может нам надо за эти деньги, в каждом районе по небольшой коробке футбольная, волейбольная или еще какие-то Кто у нас когда спрашивал? Никто. Мы просто как тихие рабы. Мы должны только работать, наполнять бюджет, а они бюджет этот сами распределяют куда хотят, на что хотят и для чего хотят. Так вот, Тихановский сделал это. Он наконец-то спросил у людей, что хоть. И посмотрите даже по последним его стримам. Приезжает в Слуцкий, по-моему, в РОВД. Проходите, заходите, спасибо, что вы хотите. Когда с нами так разговаривали? Всегда разговаривали с позиции силы, с позиции власти, с позиции, что мы быдло. Да. Вот. А тут уже, смотрите, уже и вроде как стали спрашивать, вроде бы как улыбаться. Надолго ли это, не знаю. Думаем, надеемся, что это все поменяется. Но народ должен шаг сам сделать в сторону. Когда мы поймем, что мы не народец, а народ, что эта власть принадлежит нам, что мы должны выбирать того же мэра, губернатора, и должны с них спрашивать, с этих людей. Они должны нам отчитываться в конце-то концов, что что делать, куда мы идем, что мы будем, А посмотрите сколько. Вот давайте возьмем город Гомель. В каждом районе огромнейшее стоит здание, райисполкома называется, да? Огромное администрации. Недавно вертушки не было, уже поставили вертушки, заборы, милиционер сидит. Недавно заходи, как пожалуйста. Как туда попасть? Что? Им не надо наше мнение, им только надо наши налоги. Где это видно, чтобы... смотрите, в каждом районе по райисполкому, по администрации, городской, огромнейшее здание, что они там сидят, делают. Никто же не знает, что они там делают. Они что-то и делают, но нас туда же не пускают. А областной да сколько ж можно, сколько ж вас всех сидит на шее народа. А народу уже и работать-то негде. Город Гомель, второй город Белоруссии. Если взять по Советской и допустим, до фестиваля, давайте все же гомельчане, да? Давайте подумаем. Есть у вас время, то я тут на 3 часа. Я хочу вам сказать, что увесь стрим «Радио Свобода» захоплены вашими выказываниями. Передаюсь вам самые наилепшие пожелания. Вы, до речі, не думали свой канал на Ютубе завести? И я так плохо слышу, тут не... Вы не думали сами в блогеры пойти? Ой, нет, а что? У вас бы отрымалося. Так можно еще? Есть время? Трошки давайте. Смотрите, если возьмем оттуда. Раньше были я просто с Советского Союза, так сказать, я помню все эти предприятия. А за Лукашенко голосовали? Вы знаете что, я вам скажу честно, сейчас скажу какого, на начальном этапе я считаю, что он, в общем-то, был и даже необходим. Это мое, конечно, мнение Беларуси. Это самое. Один срок. Это самое. А потом уже, конечно, получился застой. И он уже оторвался от жизни, оторвался от народа, он уже в своем этом окружении, он уже не знал ничего. Поэтому, конечно же, знаете, как говорят в искусстве, главное вовремя уйти. У него это, видно, не получилось. Значит, нам придется как-то его подвигать. А как будете подвигать? Всеми доступными способами. Сергей Тихановский, наверняка у него есть какая-то программа для этого. Будем слушать его. Видите, он же даже не может нам рассказать ничего-либо, потому что если начнет рассказывать, сразу же: Лидия Михайловна, привет вам. Она сразу же говорит: все, снялся с гонки, уходите. Но это же неправильно. Все законы, они только под себя. В этот раз, я помню, вчера смотрела с Могилева, пришли такие дамы, холеные такие 2 дамы, и дают тоже интервью, уже не помню, или Радио Свобода, или Белсату. Они хотели, она говорит, я партийный работник, проработала в администрации, и я так тяжело работала, я так завидовала своей сестре, которая отработала на Лавсане, во вредных условиях. Но она говорит, так если ты так и завидовала, бросила бы свою работу и пошла бы на Лавсан, тебя с удовольствием бы приняли на конвейер, ты там стояла всю жизнь и работала. Но нет, она пришла хорошая, дородная такая, знаете, это сам. Я еду с работы, когда, и сажусь в 20-ку, видно, мужики едут в гидроавтоматике или какой там еще гидроавтоматика у нас есть, и электроаппаратура. Бедные,
Так, скромно одетые, с морщинами на лице, руки у них такие натруженные, вы понимаете? Работают за эти копейки. И я думаю, им всего лишь 50 лет. Что они в этой жизни видели? Да они ничего не видели. Они как вот в 94-м вошли с Александром Григорьевичем и вот уйдут. Так поставьте рядом Александра Григорьевича, который говорит, в 63 года на мужиках можно 3 плуга пахать. Да где ж пахать? Какие пахать? Пусть экскурсию по кладбищу просмотрят. 59 лет бедные мужики уже уходят в мир иной. Вот, поэтому, конечно, он Наши глядачи кажуть, сидя в кресле, и вот эти, которые бедные работяги. Он у нас 2 года назад завод, это станка «Гомель». В цеху зимой у них было 10 градусов. Как можно мужикам этими руками точить станка? Ну, это видно, где это? Все заводы стоят, работать негде, зарплат нету, ничего нету, и у нас только рапортует, как мы хорошо все живем за 1000, через 1200 у нас говорят, сколько там это средняя зарплата. Конечно же, когда у идеологов 3600, и она приходит на предприятие, рассказывает, как мы хорошо живем, то понятно, да, она говорит, что она свою зарплату, она отрабатывает. Конечно, хорошо, всех людей надурила, лошадь повесила, и мы все сидим и думаем, как мы хорошо живем. Ну, действительно хорошо живем. Так що, да, вона дійсно отработала. Ну, ви вмієте настоять на своїм, я навіть не можу вас спинити. Наші глядачі кажуть, що вам треба Качанову замінити. А, Качанову? Я не могу, как она, качать головой, вы понимаете? Вот. Я просто-напросто... Я единственного человека увидела когда-то на совещании у Александра Григорьевича, который не сидел вот так вот и писал там в IT-стране в 21 веке, они все сидят вот так вот, что-то пишут, как в 1 классе. Понимаете, один человек тогда встал, подошел к этой трибунке и что-то, какую-то программу экономическую сказал. Я подумала, да неужели это в нашей стране может быть? Ну, этого человека я ровно год еще подобно наблюдала в окружении Александра Егоровича, а потом он его сослал в Китай послом подальше, чтобы умные люди возле него не были. Увесь інтернет хоче ведати, як вас звати. Меня Ольга зовут. Вельми приємно, Ольга. Дякую велике за ваше міркування. Можно еще я 2 слова в поддержку предпринимателей города Гомеля, наверное, всей страны. Значит, с пандемией в связи, конечно, закрыты границы российские. Всем это известно и все это знают. Значит, самое элементарное, да, то есть ввести товар, ввести ввоз, осуществить невозможно. Соответственно, все предприниматели не просто просели. Многие, ну, там до истерики. Я знаю людей, которые плачут. У которых просто отобрали ролет, отобрали магазин. Значит, аренду никто ни на копейку не поменял. Никто ничем не помогает абсолютно. То есть кинули, вот просто кинули, как вот выживайте как хотите. Мы ходили в облсполком, мы ходили в горисполком. Нам говорят, нету команды сверху. Что делать, когда граница закрыта предпринимателям, ума не приложу и я сейчас. Мы все на коленях просто упали и стоим. Вроде говорят, там сейчас Россия открывается. Так это слава богу России. Но а где от нас хоть какая-то поддержка? То есть предприниматели, они и так всю жизнь, вот, ну, как бы, да, обиженные вот властью. А сейчас, ну, просто показала, вся власть себя показала так, что, знаете, ребята, как хотите, вот, выживайте как хотите, мы вам ничем никогда не поможем. Все, спасибо. Ну, власть и до этого предпринимателю не помогала. Самое интересное, во всех развитых странах предприниматели дают 70% ВВП. То есть они работают на наш бюджет. Они от власти ничего не просят. Дайте место и не трогайте нас. Да, дайте какие-то разумные налоги и все. Но наша власть мало того, что называет их вшивыми блохами, лезет туда, проверяет, перепроверяет, душит это. Ну хорошо, задушим мы их. Дальше что мы без них будем делать? Они же ничего не просят. Но мы даже не даем им и так развиваться. Понимаете, он настраивает людей, вот, допустим, работяг с завода и предпринимателей. Он же только и говорит, что вот они на вас наживаются, они там 300-200% имеют. Господи, да какие там проценты? Они лишь бы им прокормить свою семью на сегодняшний день. И как он по телевизору сказал, ничем помогать мы вам не будем, раскрывайте свои кубышки. Какие у них кубышки? У них, как бы, говорится, от одного месяца до другого месяца прожить.
выжить и прокормить свою семью. Люди, давайте объединяться, давайте любить друг друга, давайте и действительно, наконец, становиться не народцем, а народом, нацией. Дякую вялікі. Вольга з Гомеля, гераіня нашага стрыму. Мы яшчэ глядзім, якая чарга стаіць, каб паставіць подпісы за Святлану Тихановскую. Гэта пікет у цэнтры Гомеля, некалькі нават чэргаў тут, як мінімум 2. Мы размаўлялі з канца чаргі з адным маладым чалавекам, гэта было хвілін, напэўна, ўжо і 60 таму. Я думаю, што каб дастаяць да моманту, калі можна паставіць свой подпіс, гэта больш за гадзіну дакладна займае. Тады яшчэ і у гэтага хлопца спыталіся, ці не шкада яму. Не шкада. Кажуць, кожны са сваімі праблемамі стаіць. У кагосьці гэта асабістыя праблемы, у кагосьці, як гераіня сапраўдная нашага стрыму Вольга, у яе ўжо ёсць і разуменне таго, як гэтыя праблемы можна вырашаць і якія яны. Самая галоўная прычына, па якой людзі бяздзейныя, па якой яны не наважваюцца нават, часам адмаўляюцца ад таго, каб пагаварыць з намі ў жывым эфіры, самі кажуць, што баяцца. Толькі што хлопцы адмовіліся казаць, хаця размаўляць, хаця вельмі прыязна паставіліся да камеры. Трошкі меншая ўжо чарга, але на самым пачатку пікет пачаўся о 5 гадзіне. Тут выстраілася ўжо чарга на цэлы квартал. Людзі хочуць пакінуць свой подпіс у падтрымку Святланы Тихановскай, але на гэтым месцы сёння збіраюць подпісы і за іншых прэтэндэнтаў у кандыдаты. Мы самі бачылі тут пікеты за былога банкіра, у падтрымку былога банкіра Віктара Бабарыкі, у падтрымку стваральніка ПВТ Валера Цапкалы, аднаго з лідараў «Гавары праўду» Андрэя Дмітрыева. Зарэгістравала Цэнтральная выбарчая камісія 15 ініцыятыўных груп, і сёлета выбары прызначаныя на 9 жніўня. Рэкордная колькасць ініцыятыўных груп была пададзеная, для рэгістрацыі 55. Можете снять мое интервью, вам дадим, я очень хорошо говорю. А вам есть 18? Да, есть. Вам есть 18? 19 есть. Нават 19 есть. Так. А вы что хотите сказать? Хотите сказать нам, як живе молодь у Беларуси? Мы хотим сказать, что мы пришли голосовать за справедливую Беларусь, чтобы все было, как говорит наш великодушный президент, все было для народа, чтобы все было открыто, все было в общей информации, все, чтобы было справедливо. Но я не заметил ни одного стенда с подписями, которые можно собирать Александр Григорьевич. Вот я тоже не понимаю, каким образом можно собрать 200 тысяч подписей, если у тебя нет ни одного пикета действующего. Вот я тоже не понимаю, если честно. Мне было бы очень... Просто в нашей стране как бы никого не принуждают голосовать или там ставить свои подписи, но они каким-то образом появляются. И каким-то образом всем моим знакомым, которые где-то работают, заставляют ставить подписи. Или студентам под предлогом того, что им дадут общагу. Но я считаю, что это не совсем правильные какие-то действия. И хотел бы, чтобы мне кто-то дал на это ответ, но никто почему-то не дает. Да, на самом деле очень интересная такая вот информация. А даже если не так, то было бы очень интересно узнать, что на этот счет может сказать наш президент, как он собирает такие предвыборные кампании, потому что это очень интересная тема для разговоров. Это будут ваши первые выборы, у яких вы удзельничаете? Да, это самые первые выборы. Уже вырашили, кто вы хотите, как был кандидатом, за кого можно было проголосовать? Честно говоря, мы хотим, чтобы победила дружба, да? Мы хотим, чтобы победил сильнейший. Мы бы хотели... Ну, вообще, вот, моя позиция заключается в том, что я бы хотел, чтобы все действующие кандидаты как-то объединились, да, и отдали все свои силы самому какому-то более
более, как это сказать, человеку, за которого отдали больше всего голосов. И я считаю, что это было бы самое правильное решение, потому что, как говорится, зло сложно победить одному, но если объединиться, то можно, в принципе, сделать эту маленькую победу. Вот. Ще одно вельми важне питання до вас, бо коли розмовляю з людьми, тут, не знаю, десятки людей вже поговорила, і всі кажуть, що от ми хочемо країну, з якої не буде з'їжджати молодь, у якої буде їй добре жити. От ви скажіть, у якій країні ви хочете жити? Що вам зробити, що от ці всі люди, які тут зібралися, мусять зробити, щоб вам тут було добре? На самом деле, чтобы было в стране хорошо, нужно начать не с того, что тут здесь все плохо, например, или я уезжаю, потому что здесь нет тех или иных условий. Нужно просто начать с себя и постепенно общими усилиями преобразовывать страну, делать ее лучше, делать ее счастливее, так сказать. Просто очень легко уехать, нежели остаться и попытаться что-то сделать, попытаться сказать какое-то слово и заявить о себе. Люди, которые реально умные, они бросили, так сказать, все какие-то желания и возможности сделать страну лучше и просто уехали. Поэтому складывается такая ситуация, что у президента почему-то нету своего пикета. И я не говорю о том, что я там против президента. Нет, я не против президента. Я просто против того, что все люди реально собирают как-то подписи честным путем, а кто-то просто собирает бюджетников и говорит, что нужно поставить подпись. Я считаю, что это не совсем нормально. Вот это моя гражданская позиция. Да, я тоже считаю, что все-таки, как я уже говорил, чтобы голосование было более открытое и чтобы все было на поверхности, потому что для меня все, опять же, остается загадка, как так получается, что мы собираем, и чтобы... Я считаю, что президент это должен быть пример для всех людей. Если он хочет, чтобы люди жили хорошо, то он сам должен показывать пример, как надо жить. А когда люди понимают, что президент делает что-то не то, и их это не устраивает, а на камеру он говорит другое, то люди, опять же, могут начать делать какие-то вещи и о них не говорить. И поэтому страна медленно падает. Просто на поверхности, а где-то внутри. И вот мы сюда пришли, чтобы открыто проголосовать, и мы очень надеемся, что станет другой человек, который будет примером для подражания. И мы, если честно, голосуем вообще за всех, потому что, я считаю, что в такой сложной для страны ситуации нужно дать шанс всем. Всем шанс проявить себя, потому что, например, человек может собрать сейчас 3% подписей, но потом сделать какую-нибудь крутую предвыборную кампанию, пиар-ход, не знаю, какие-то направления в сторону молодежи и тем самым улучшить свою позицию. И это очень круто, я считаю. Поэтому именно в этой предвыборной кампании у всех равные шансы. И для меня это круто. Дякую, великі хлопці, дякую за те, що ви проявили ініціативу і за такі класні думки нам виказали. Всього вам найлепшого. Вот такая молодь, это тыя 19-гадовыя хлопцы, дзеля якіх стаяць па перамены са спадзевам на перамены. Вот людзі ў чаргу, каб паставіць подпіс за аднаго з прэтэндэнтаў у кандыдаты. У прэзідэнты на гэтых выбарах чарга ўсё не меншая. Конечно, она трохи поменьшала, але ўсё адно больш за гадзіну людзі дагэтуль стаяць. Пікет пачаўся о 5 гадзіне. Я гляджу, што ўжо амаль палова 8, і чарга не сканчаецца. З рознымі праблемамі людзі да нас звярталіся, хтосьці моцна пакрыўджаны на сваю асабістую сітуацыю. Кажуць часта пра несправядлівасць, што людзі цяжка працуюць, але маюць вельмі маленькія заробкі. У той жа час, як у чыноўнікаў, ёсць вялізныя палацы, і яны могуць сабе дазволіць жыццё, якога простыя людзі дазволіць сабе не могуць. Сергей Тихановский, кіраўнік ініцыятыўнай групы Святланы Тихановскай, прэтэндэнткі ў кандыдаты ў прэзідэнты.
абвясціў сёння таксама ў нашым стрыме, калі і дзе будуць наступныя пікеты. Мы ўжо ведаем, што пачынаючы з Менску, з пікета на Камароўцы, вот такія чэргі выстройваюцца, каб пакінуць свой подпіс. Людзі стаяць за альтэрнатыўнага кандыдата. А вы хотели штосьці сказаць? Штосьці сказаць, где лучше бы на ответка на какой-нибудь. Ой, на вопрос, вернее, простите. Хотели что? Вельмі просто спытаю, як жывеце? Ну, просто как в сказке. Просто как в сказке. Да, как в сказке. Якая гэта казка? Чароўная ці страшная? Она больше страшная, чем... Очень даже страшная. Триллер такой, да? Тоскливая. Она очень тосклива, как будто живем в каком-то вакууме. В каком-то вакууме и ни вперед, ни назад, непонятно, не интересно как-то. Хочется, чтобы что-то случилось. Хочется что-нибудь, чтобы позитивное что-то случилось все-таки. А чаго не хапае? Грошай не хапае, ці працы, ці, я не знаю, там, шчасця не хапае? Не, счастье сидит дома, 2 штуки. Вот. А грошей, ну да, наверное, и грошей не хватает. И очень мало. Не в грошах дело, больше в работе. Работы очень мало. Очень мало. Сколько пацанов ходит, бухает, сколько без выезда, и хотелось бы дома работать. Очень бы хотелось работать дома. Просто очень. Не хочется никуда ездить. А есть такие досвід? Ездили куда? Да все ездят куда-то. Мне кажется, такого редко где. Ну, если у нефтяников кто-то работает, ну, я не знаю. Тут працы нема в Гомелі? Нет. Ну, мы из Речицы, и там очень с этим напряжно. Очень. Очень-преочень. Ну, и, в принципе, как и везде в Беларуси. Что, вы из Речицы специально приехали? Да. А чему? Что вас так потягнуло сюда? Ну, потому что мы хотели... хотим перемен. Да, мы хотим перемен все-таки. Мы хотим, что-то произошло, и произошло в лучшую сторону. А як у Речицы подтримливают Лукашенко? Очень много, очень много. Наши родители, все абсолютно. Вот все мои знакомые, да, очень. А скажите за их, что им подобается? Вот тут, были, конечно, люди, которые подтримливают Лукашенко. Одна, по-моему, женщина. Але збольшага ўсе хотели іншага кандидата. А вот ваши батьки что кажете? Наших батьков как бы их все устраивает, но они, наверное, ничего не видели, кроме вот этой жизни их, они ничего не видели. А мы видели, мы где-то ездили, мы что-то знаем. Мы не смотрим телевидение, а смотрим больше интернет. И мы просто хотим лучшей жизни для наших детей. Особенно для наших детей. Мы-то Они еще родители уже считают, что отжили, а дети у нас еще маленькие, поэтому я хочу, чтобы они жили достойно, а не в нищете. От зарплаты до зарплаты. Мы бравые кавалеристы, прорвемся. А чему за Тихановского? За Тихановского? Потому что это как свет в конце туннеля, да, вроде бы. Потому что ни одного и больше другого человека, просто нет. Не вижу. Народный кандидат. Народный кандидат. Как вы видите сами. Столько людей еще никто не нет собирает. Нет такого, это просто фантастика. Сколько он собрал людей, сколько и люди классные. Некоторые называют этих людей, которые здесь такие, там маргиналы, называют нас маргиналами. У нас больше. Як вы думаете, что будет 9 жнивня? 9 жнивня будет то же самое. Понятно, кто победит. Но что будет потом, я думаю, будет... Что-то интересное. Что-то интересное, забавное, черт побери. В конце концов, станет интереснее жить. Дякую великий. Девушка, а можно добавить? Давайте. Вы знаете что, я хочу сказать свое мнение по поводу нашей власти сегодняшней. Она себя изжила. Просто они себя считают слугами народа. Но это позор этим слугам народа, когда они строят себе резиденции, дворцы, а народ на лечение детей собирает деньги смс-ками. По-моему, это позор вообще на весь мир. Вот это я хотела добавить, потому что это не поддается никакой критике. И спасибо. Как вы думаете, прислухаются до вас? Я думаю, люди, которые столкнулись с проблемой, с лечением детей, они будут меня поддерживать. И если бы власть слушала людей, мы бы в такой
не сидели, да. Подсказывают, где мы сидим. Поэтому очень хочется перемен, очень. Для детей, для внуков. Спасибо. Дякую великі. І от люди самі виказують готовність. Дайте у меня. Давайте, спитаємо у вас, як вам живеться тут у Гомелі? Меня зовут Светлана. Я тут, тому что мне вельми крыўдна за нашу радзіму, за нашу Беларусь, что мы становішча такое, что мы не размаўляем на мове. Я тут, тому что я за мову. Я тут за тое, каб у нас з'явіўся шанс, каб перайсці до парламенцкай рэспублікі. Я разумею, что гэта не так проста, тому что для гэтага патрэбны падставы. Патрэбны незалежныя суды, чаго мы не маем сёння. Я сама з гэтым сутыкнулася сёння. Судзілі вас? Ну, суда яшчэ не было, але будзе на наступным тыдні. Потым я разумею, што патрэбны паміма незалежных судоў, каб былі моцныя партыі, але ў сувязі са становішчам у краіне яны проста не маюць шансу сфарміравацца. Не могуць вырасці моцныя лідары, за якімі маглі б пайсці людзі. Таму што калі нехта з'яўляецца, чалавеку не даюць магчымасці развівацца. І гэта вельмі крыўдна і балюча за тое, што наша краіна, нават не хочацца казаць гэтых слоў, але так яно ёсць. Я баюся, што яна не мае будучага. Я не хочу, каб маё дзіця з'язджала з гэтай краіны. І ён таксама не хоча з'язджаць. Але калі нічога не будзе мяняцца, то у моладзі проста няма ніякіх шансаў тут застацца. Няма шансу нармальна атрымаць вышэйшую адукацыю, таму што адсрочка ад той жа арміі адна. Я за тое, каб і ўвесь цывілізаваны мір пераходзіць да арміі, ой, падкажыце слова, контрактной. Да контрактной армии. Так. А Светлана, а как вы думаете, чему никто з претендентов у кандидаты по-белоруску не говорит? Есть только Олесь Таболич один такий, он по-белоруску, а іншие все по-російську розмовляють. Як ви думаете, коли б яны по-белоруску розмовляли, люди б їх зрозуміли? Ведаеце, гэта ж не вучыць нанова, напрыклад, кітайскую мову ці мову нямецкую, калі хтосьці не вучыў. Гэта ж наша родная мова, мы ўсе яе разумеем. Нават калі мы не гаворым на ёй, але мы ўсе яе разумеем. І яна ў нас у крыві. І калі спатрэбіцца, калі будзе падтрымка дзяржавы, каб людзі пачалі размаўляць на мове, гэта павінна зрабіць дзяржава. Само сабой нічога не будзе. І каб перайсці на мову, спатрэбіцца ўсяго толькі месяцы два. І ўжо людзі пачнуць размаўляць. Дякую вам вялікі, Светлана. Вы адзіная, хто ўзняў пытанне мовы сёння. Дякую вам вялікі за гэта. Тут шмат разоў казалі пра тое, што людзям трэба аб'ядноўвацца, праяўляць салідарнасць. Вот у гэтай чарзе якраз ёсць магчымасць у людзей пазнаёміцца адзін з адным, паразмаўляць. Мы самі былі сведкамі такіх гутарак. Скажите, калі ласка, а калі... Ну, запись потім так само ж. Так. Интересно, что у вас здесь происходит? Покажем вам трошки зверху, як выглядае вот гэтая плошча у Гомелі, дзе збіраюць подпісы за прэтэндэнтаў у кандыдаты у прэзідэнты.
Так, уже тут з'явилася міліція. Извините, а вы не подскажете, что это за канал у вас? Правда і свобода. А, «Правда и свобода», понял. З'явилася міліція, незрозуміло з якої причини, а тут є некий конфлікт з нецвярозим чоловіком. Це не так цікаво. Спробують його вивести. До речі, у каналі «Країна для життя» попереджували про те, щоб люди не піддавалися на провокації, що можуть бути люди, які у нецвярозому стані знаходяться. Напевно, є досвід з уділом таких людей у таких мероприємствах. Хочешь сказать нам что-нибудь? Ну, мы за перемены. Гомель за перемены. Мы хотим, чтобы в этом году все поменялось, власть, чтобы пришел нормальный кандидат. Стоп таракану. А вы поддерживаете? Да, я поддерживаю, конечно. Мы за перемены. Потому что 25 лет, 26 у власти – это слишком много. Мы ждем перемен. Молодым нужно уже уступать место, и пусть к современным, к Европе присоединяют, вернее, берут пример у Европы, вот, чтобы, как говорится, не было вот этих вот заморочек старинных. Это уже мы устали от этого, поэтому нужны перемены. Дякую вам великі. Люди ще застаються, стоять у чергах, щоб покинути свій підпис за Святлану Тихановскую, претендентку у кандидатки у президенти. Це жонка блогера Сергія Тихановського, популярного блогера, автора каналу «Країна для життя». Сергій – керівник яе ініціативної групи. І у неділю ми провели такий стрім, де побачили, колькі чоловік збирається у чергі, щоб поставити за яе підпис. Тоді так само люди годинами стояли за такую махчимость, и бачим уже по наших репортажах, по наших стримах, что такая ситуация утворається у різних городах Беларуси. Сегодня Сергей у нашем стриме так само обвестил, где будут наступные такие пикеты проводиться. У некоторых городах они проводятся штоденно, у некоторых разово. Перадвыбарчая кампанія почалася у Білорусі з моменту реєстрації ініціативних груп. 15 претендентів, 15 особів. Тепер на таким одним з перших етапів президентської гонки. І от таким чином з 21 травня по 19 червня будуть збирати підписи у свою підтримку. У цей час нельга проводити навпростову агітацію. До речі, люди гэтым абураюцца у нашым стріме, бо яны не зусім ведаюць, якія погляды мае той ці іншы кандыдат, якая ў яго праграма. Але выбарчым законодаўствам гэта забаронена, можна толькі паведамляць дэталі сваёй біяграфіі. Ну, дарэчы, поглядамі можна дзяліцца. І на працягу вот гэтых некалькіх тыдняў легальная магчымасць для людзей збірацца, выказваць сваё меркаванне, журналістам задаваць пытанні і не баяцца атрымаць адмову ў тым, каб на іх адказалі. Некалькі, напэўна, сотняў чалавек прыйшло сёння і яшчэ дагэтуль знаходзіцца сёння на плошчы, каб пакінуць свой подпіс. Таксама тут ёсць пікеты за лідара «Гавары праўду» Андрея Дмитриева, за стваральніка парка высокіх тэхналогій Валеры Цапкалу і Віктора Бабарыку. І справядлівае пытанне задавалі у нашым стрыме, чаму няма ніводнага пікету за Александра Лукашенко. Ну і не так шмат людзей мы тут побачылі, якія падтрымліваюць Александра Лукашенко, хаця такія ёсць. Галоўны адказ, які мы атрымлівалі на нашыя пытанні, якія прычыны прывялі людзей, каб падпісвацца за іншых кандыдатаў. Людзі кажуць, што хочуць перамен,
гераїня нашого стриму Вольга, яку глядачі нашого стриму пропонували на посаду спадарыні Наталі Качанової. Вона сказала, що нарешті треба білорусам стати не народцем, а народом. Это такое агульное, напэўна, настрой, які пануе на таких імпрэзах. Вы, калі ласка, калі глядзіце стрим Радыё Свабода і дагэтуль не падпісаныя на наши сацыяльныя сеткі в Ютубе, ВКонтакте, в Фейсбуку, в Одноклассниках, мы паўсюль ёсць. Калі ласка, падпісвайся, у нас шыкоўны канал у Телеграм, дзе самыя найлепшыя навіны. І таксама сачыце за нашымі стрымамі. Дарэчы, заўтра будзе стрым з горадні, дзе таксама можна будзе пабачыць, як у заходняй Беларусі падпісваюцца і каго падтрымліваюць з прэтэндэнтаў у кандыдаты. Калі ласка, заставайцеся з намі. Радыё Свобода была ў жывым эфіры з Гомеля. Спасибо, удачи. До свидания. Ирина Николаевна. 1982 года. Музыкальная 22. Музыкальная 22. Без гитары, кстати.